Мы с вами будем говорить о работе Геше Вангяла «Лестница, украшенная драгоценностями». Наверное, многие знают эту книгу. Впервые она на русский язык была переведена в 1993 году. Вы, наверное, все видели это издание 1993 года. Это было первое и, по-моему, на данный момент единственная книга, переведенная Геше Вангяла, переведенная на русский язык. Вслед за этим переводом чуть позднее, я не припомню сейчас, в каком точно году, если не ошибаюсь, в 94-м или, скорее всего, в 94-м или 95-м году, Батручай Чкетинов тоже сделал перевод этой же книги, и поэтому эта книга на русский язык была переведена дважды, два раза. И сегодня мы с вами будем кратко смотреть, потому что время нашей встречи ограничено. Мы вкратце пробежимся по книге, по основным темам, которые здесь рассматриваются. Мы поговорим, что послужило основой для тех или иных глав этой книги. И также, может быть, остановимся на некоторых местах и некоторых интересных моментах этой книги. Ну вот, например, мы сегодня будем говорить о том, что такое те, кто говорят, что они видели Бога и дьявола. И есть ли Бог и дьявол в буддизме. Это страница 137, перевода 1993 года. Ну и необходимо начать с биографии Геше Вангяла. Наверняка многие из вас знакомы с его биографией, наверняка многие из вас читали его биографию. И в этом издании также опубликована краткая биография. И здесь в введении, а если кому-то плохо слышно, можно пересесть на переднее сиденье. Здесь много сидений, нам будет всем удобно, наверное, и как-то повеселее. Ну и вы все, наверное, слышали историю Геше Вангяла, читали его биографию, в частности, его биография помещена здесь, в самом начале. Можно прочитать, я не буду повторять о истории Геше Вангяла, потому что у нас есть биография здесь, и многие знают о его истории из устно. И также все, наверное, видели фильм, который сняла Элла Манджеева. Фильм о Геше Вангяле, он тоже очень интересный и хорошо повествует о жизни этой важной фигуре в калмыцком буддизме. И большинство его книг, точнее все его книги, которые были опубликованы, они были опубликованы на английском языке. Все они представляют либо его перевод, либо перевод, который он осуществил с кем-то в коллаборации, с кем-то вместе. Например, «Принц, который превратился в кукушку». Вы знаете, есть такая книга Геше Вангяла. Всего у него вышло 4 или 5 книг. «Лестница, украшенная освобождением», «Дверь, ведущая к освобождению», «Принц, который превратился в кукушку». И есть еще книга по работе с Сакьяпанидой. То есть это 4 опубликованные работы, в которых он либо непосредственно выступил в роли переводчика, либо он работал вместе с кем-то. И все эти книги были изданы в Америке. Как вы знаете, в свое время, в 1900, если не ошибаюсь, 1957 году, из Индии, куда он ушел из Тибета, Геше Вангял приехал в Америку, где основал Хурул. И в этом Хуруле он начал свою работу. У него была плеяда великих учеников, известных учеников, ныне известных буддологов, о которых все вы, наверное, знаете. И в это же время он работал над переводом многих буддийских текстов. И вот если мы сейчас возьмем с вами эту книгу «Лестница, украшенная драгоценностями» и посмотрим в ее оглавление, то мы, и об этом также говорится и в предисловии, и в сносках, то мы увидим, что вот эти работы, они все основываются на той или иной тибетской работе, на том или ином тибетском труде. И, например, мне кажется, это не безинтересным, если вы посмотрите на 134-ю страницу «Причины и следствия действий», 134-я страница – это работа, которая основывается на Пунцала Мишину. Здесь повествование на 134-й странице, повествование о 10 добродетелях, 49-я сносочка. Если вы посмотрите эту сноску, то вы увидите, что здесь говорится, эта глава адаптирована в вольном изложении из указаний к подготовительному этапу учений великого совершенства, называемого сущность сущности широкой прямоты, освященного словами Ламы Кунзанга. Ну, то есть, это работа Паджул Ринпоче. Паджул Ринпоче
на русском переводе она выходила в нескольких переводах. Один из переводов был «Слова моего всеблагого учителя», другой перевод, если я не ошибаюсь, назывался «Слова моего совершенного учителя». Как бы там ни было, это не безинтересно, что в этой книге, например, 6 глава, она описана, опираясь на этот текст, учителя традиции Нима, учителя традиции школы старых переводов. И помимо этого, в этой книге содержится также, то есть большей частью это переводы, но если мы посмотрим главу, которая называется, нет, если не ошибаюсь, она называется «Драгоценная человеческая жизнь», 61-я страница, это работа самого Геше Вангяла, но на самом деле также, как об этом пишут в предисловии Джошуа Катлер, она является компиляцией из работ различных тибетских авторов, которые были вместе составлены Геше Вангялом, и им же был осуществлен перевод этого текста. Ну и теперь, наверное, давайте потихонечку начнем читать. Но мне кажется, будет немножко сложно здесь прийти к какому-то выводу, потому что это на самом деле это не какое-то цельное повествование. Это повествование, которое делится по темам. Оно разделено по темам и следует, по большому счету, изложению Ламрима. Если вы посмотрите, в начале каждой из глав находится цитата из работы Лама Цонгкапа и Йонтэншин Гюрма. То есть основа всех совершенств или основа всех достоинств, по-разному переводят. И поэтому она, по большому счету, представляет собой такое изложение стадий пути, ведущих к пробуждению. Ну, давайте тогда будем потихонечку листать. Сейчас мы откроем этот текст на 1 главе и будем отталкиваться от того, что в этой главе говорится. Мы немножко пройдемся по этому тексту. И я думаю, что необходимо будет указать время, когда надо остановиться, и у нас будет возможность как-то пообщаться, послушать достопочтенного Геше Санала и Геше. Ну вот видите, хорошая дорога, уже Геше. Хороший знак. Достопочтимого Санала, и также я так понимаю, что сегодня будет участвовать Элла Манджиева. Я думаю, что стоило бы предоставить ей слово для того, чтобы она могла также поделиться своими мыслями об этой работе Геше Вангяла. Ну и первое, это происхождение учения, по большому счету, здесь рассказывается о том, как произошло учение, как оно произошло. Слово Будда, ну да, по всей видимости, а был Будда? Здесь интересное историческое мнение. Дело в том, что некоторые ученые спорят о том, то есть они выражали такое мнение, что исторического Будды никогда не было. Точно так же, как не было Иисуса Христа. Все это не исторические религиозные фигуры, которые были придуманы верующими гораздо позже. С Буддой все, в принципе, несколько проще, потому что он упоминается, по крайней мере, в некоторых, но проблема в том, что это работы, которые были написаны позднее, не во времена Будды, а несколько позднее. Но существует и множество памятников, оставленных, например, императором Ашокой. Он тоже жил гораздо позднее, тем не менее, согласно с традицией того времени, были определены места, связанные с историческими событиями жизни Будды Шакьямуни, и в тех местах он построил колонны Ашоки. Вы, наверное, может быть, видели, когда были в Индии, есть колонны Ашоки с надписями на брахме, то есть с надписями на санскрите и других языках. И они обозначают те места, где прошли те или иные события жизни Будды, где он родился, где он достиг пробуждения, где он ушел в нирвану, где он повернул колесо учения и так далее. И здесь говорится о происхождении учения Будды. Здесь, собственно, приводится основа всех совершенств. И здесь вот говорится, что в комментарии к этому тексту «Основа всех совершенств» в начале своей духовной карьеры великое существо, под которым подразумевается Будда, которому суждено было стать известным как Будда Шакьямуни, сначала вызвал себе альтруистическое стремление к наивысшему просветлению как в духовной, так и практических формах. То есть он зародил бодхичитту, зародил стремление к достижению полного пробуждения на благо всех живых существ. После этого здесь говорится затем в течение 3 неисчислимых великих эонов. То есть на самом деле неисчислимые эоны, неисчислимые это просто название числа. Это очень большое число, и вот в течение этих 3 ионов он зародил бодхичитту, накапливал заслуги и в конечном итоге достиг полного пробуждения, стал Буддой. И здесь это событие рассматривается с 2 точек зрения, в двух плоскостях.
Есть точка зрения того, что Будда был простым человеком. И затем, упорно практикуя, он в конечном итоге был способен достичь пробуждения. Есть другая точка зрения, это махаянская точка зрения, в которой говорится, что Будда достиг полного пробуждения многие-многие эоны назад. И в нашем мире, у нас здесь, в Джамбудвипе, он лишь явил достижение пробуждения. То есть на самом деле он не достигал пробуждения, потому что уже был пробужден. Но нам он явил то, как необходимо это сделать. И затем точно так же, так как Будда, достигший полного пробуждения, он бессмертен. То есть он не боится смерти, он преодолел смерть. Тем не менее, он явил в этом мире нам и уход в нирвану. Как вы, наверное, знаете, это произошло около 2500 лет назад. И в возрасте 80 лет он покинул этот мир, он умер. Но на самом деле, как говорится, что с точки зрения Махаяны это тоже был не настоящий уход, а он явил уход в нирвану для того, чтобы напомнить своим ученикам, своим последователям о непостоянстве, что все непостоянно, и даже Будда непостоянен, и все то, что имеет начало, обязательно имеет конец, и чтобы его ученики памятовали о непостоянстве и смерти. И далее здесь говорится, что впоследствии он достиг совершенства жизни, состояния Будды ради блага всех живых существ. После этого он передал своим последователям драгоценный нектар святого учения со всеми их 84 тысячами совокупностей. Но вот здесь мы с вами говорили о том, что на прошлой встрече, может быть, кто-то из вас был на этой встрече, существует 84 тысячи разделов учения Будды, и они поделены таким образом, что из 3 основных ядов, которые присутствуют в наших умах, то есть яда страсти, гнева и неведения, равные части 21 тысяча посвящена тому, чтобы устранять омрачение гнева, также точно 21 тысяча омрачения страсти, 21 тысяча омрачения неведения и 21 тысяча всем этим омрачением вместе взятым. Таким образом, получается 84 тысячи разделов учения. И здесь интересно отметить, наверное, многие слышали это четверостишее. Первоначально Будда, достигнув просветления, и кто был из вас в Бодхгае, наверное, видели. В Бодхгае есть специально выставлены небольшие знаки из камня, на которых написано, что вот здесь Будда провел первую неделю после достижения пробуждения. Здесь Будда провел вторую неделю после достижения пробуждения. То есть Будда, после того, как он достиг пробуждения в Бодхгае, перемещался по этим местам и не проповедовал свое учение. И почему это было так? Потому что Будда сказал, что я узрел истину, и я понял, что те, кто сейчас проживает в этом мире, кто живут в этом мире, это учение слишком глубоко, и они его не постигнут, они его не поймут, и поэтому лучше я буду пребывать в молчании. И таким образом, вот в течение 49 дней он пребывал в молчании. Первые 7 дней, если не ошибаюсь, он смотрел на дерево Бодхи, памятуя о доброте этого дерева, под которым он достиг пробуждения и так далее. То есть 49 дней он не преподавал учение, и затем, по прошествии этих 49 дней, боги сферы форм, сферы желаний и сферы форм, то есть это Индра и Брахма, они обратились к Будде с просьбой, чтобы он даровал учение. И вы, наверное, встречали на многих изображениях, рядом с Буддой находятся два божества. Одно из них держит колесо учения, и это же божество, как правило, желтого цвета с 4 ликами, это Брахма. И также рядом с ним находится, как правило, справа от самого Будды, с нашей стороны слева, находится Индра, белое божество с белой раковиной. Так вот, они совершили это символическое подношение, раковины, которые через звук символизируют провозглашение дхармы, и колесо учения, что, собственно, и символизирует поворот колеса учения. И таким образом они обратились к Будде, чтобы он даровал учение. И Будда, после того, как достиг полного пробуждения, он, будучи движим состраданием, будучи движим великой любовью ко всем живым существам, он хотел передать это учение 2 своим учителям, которых он учился медитации. Но к тому времени Алара Калама и Рудра Карамапутра, эти 2 учителя, они уже покинули сей мир, и он видел, что хотя у этих учителей прежде, как он говорил, глаза не были сильно зашорены, то есть они могли постичь его учение,
Но так как они уже умерли к этому моменту, ему, как он первоначально считал, не было кому передать учение. И тем не менее необходимо помнить, что когда Будда достигает пробуждения, из всех его деяний, а как правило говорится о том, что все Будды совершают 12 деяний, точно так же, как и Будда Шакьямуни, самым главным из этих деяний является деяние поворота колеса учения. Потому что Будда является в этот мир для чего? Для того, чтобы учить живых существ, каким образом мы можем достичь счастья, каким образом мы можем избавиться от страданий. И поэтому Дигнага в своей работе по-моему, Дигнага, когда восхвалял Будду, говорил о том, что тот, кто стал источником достоверного знания, кто стремится... Дигнага. Дигнага, да? Дигнага. Да, Прамана Самучай. Прамана Самучай. Кто стремится принести пользу живым существам, учитель, защитник. То есть, таким образом, один из эпитетов, который здесь используем, это учитель. Шасака, то есть тот, кто указывает путь, указывает истину. И поэтому он называет Будду таким образом. Потому что Будда приходит в этот мир для того, чтобы дать учение. И таким образом он освобождает всех живых существ, а никак иначе. И после этого он передал своим последователям драгоценный нектар святого учения со всеми их 84 тысячами совокупностей. Этим актом он направил всех существ на правильный путь, доведя до полного развития тех, кто еще не созрел, освобождая тех, кто был зрелым, и доведя до совершенства тех, кто был свободным. Все основные учения будут представлены в учении Ламрим, учение о степенях, или скорее стадиях пути к просветлению. Много пользы в том, что слушаешь или изучаешь это учение, достаточно назвать только несколько заповедей, которые понятны, чтобы понять все учение. Отвернись от греха, не занимайся бессмысленной деятельностью и достигни нирваны. То есть, по большому счету, мы говорили с вами об этом. Это основная сущность учения Будды. Необходимо таким образом совершать добродетельные деяния, отказаться от любых, даже небольших недобродетельных деяний. Необходимо постараться обуздать свой ум, ибо это единственный путь, ведущий к пробуждению. Это и есть учение всех Будд. Мы с вами обсуждали, что на Пали, это четверостишие есть и на Пали, и на санскрите, и на Пали оно во множественном числе. То есть, говорится, что это не учение ни одного Будды, а это учение всех Будд. И таким образом, как говорилось, Будда повернул учение 3 раза, то есть колесо учения 3 раза. И когда говорят о том, что Будда повернул колесо учения 3 раза, это не значит, что он проповедовал это учение только 3 раза. Это не значит, что у него было за всю жизнь только 3 проповеди. Это учение, то есть весь период, который он посвятил преподаванию своего учения, тому, что он открыл, можно разделить на 3 периода. И эти 3 периода, соответственно, называются 3 поворота колеса учения. Вторая глава – это определение Будды как подлинно достойного существа. Это 2 глава этого текста. И здесь, как вы видите, снова приводятся слова из комментария к основам всех совершенств. То есть, по большому счету, мы следуем этому тексту, а точнее комментарию к этому тексту, сочинению Ламы Цонгкапы. Этот текст также был на английский переведен, существует перевод Геше Вангяла. Здесь он находится в этой книжке на 169 странице. Это полный текст этого учения, который был переведен Геше Вангяла. И на самом деле, если не ошибаюсь, в одном из высказываний Джеффри Хопкинса, может быть, кто-нибудь слышал, Джеффри Хопкинс, один из известнейших переводчиков на английский язык. Он переводил многие труды, многие тибетские трактаты, в частности, трактаты Ламы Цонгкапы. Он переводил их с тибетского языка на английский. И он говорил об этом переводе основы всех совершенств или основы всех достоинств, что это один из самых лучших переводов, которые он встречал в своей жизни на английский язык. Если я не ошибаюсь, это речь шла именно об этом тексте. И далее здесь говорится, определение Будды как подлинно достойного, но на самом деле здесь не достойного, здесь имеется в виду достоверного. Почему достоверного? Потому что Будда является источником достоверного знания. Почему это так? Потому что Будда никогда не произносит лжи, и он узрел истину. И поэтому всякое его слово является истиной, поэтому он является источником достоверного знания, или он является достоверной личностью, или как его иногда называют, он является проводником, который заслуживает доверия. Почему? Потому что он приводит нас к тем результатам,
которых мы желаем, и он это делает безошибочно. И здесь говорится, сущность пути к просветлению состоит в том, что вы полностью полагаетесь на духовного учителя или духовного наставника. Будда указал в сутре о необходимости быть уверенным в духовном учителе, должным, уверенным, наверное, необходимо вверяться в духовному наставнику должным образом. Здесь, наверное, об этом речь. Это вверение духовному наставнику. Для этого надо представлять себя больным, духовного учителя доктором или врачом, его наставление как лекарство, а добросовестное применение как лечение. Чтобы повысить веру духовного учителя, сказал Будда, надо доверять ему так же постоянно, как земля никогда не устает от своего бремени, как алмаз неизменный в своем составе и не поддающийся растворению, как преданный служитель, выполняющий все задания без указания. И таким образом здесь рассматривается Будда как главный духовный наставник, потому что до того, как в мире возник Будда, а до того, как в мире возник Будда, был буддизм? А другие Будды же были, правильно, да? Значит, буддизм был? Если был Будда, был буддизм. Нет? Да. Они не оставляли учение? Ну как же не оставляли? Махакашьяпа, до Будды был Махакашьяпа, это Будда прошлого. Будущего Будда, соответственно, Майтрия. Ну вот если хорошо, оставим Махакашьяпу, Будду прошлого. Вот сейчас вот придет Майтрия. Когда Майтрия придет, у него будет буддизм? Моя версия. Но будет у него буддизм. Он же Будда, Да. его учение буддизм. А в это время будет учение Будды Шакьямуни? Шакьямуни уже дал же свое учение. То есть, когда придет Майтрия, все уже будет буддизм. Когда придет Что Майтрия, назвать буддизмом? Да, это хороший вопрос. не будет войн. Что, извините? Будет, наверное, эволюционное спиралевидное развитие, как по Шпенглеру заката Европы. Закат Европы, когда мы движемся по спирали, которая Нет, повторяется. Ну, вот типа такого. Когда будет Майтрия, не будет войн. А если мы будем думать по-другому, тогда у нас не будет веры. Понимаете? И тогда все, в принципе, исчезнет. А что нам нужно? Нам нужна вера или знание? Вера. Знание. И то, и то. И то, и вера. Знание. Знание, вера. А учение же объективно, оно просто есть. И практика. Знание, практика, вера. Если учитель не оставляет школы, тогда можно сказать, что его ждет, как он, допустим, Ну, во-первых, давайте начнем разбираться с тем, был ли буддизм во время Будды Шакьямуни. Каждый раз, когда Будда появляется в этом мире, он дает свое учение, которое пребывает в этом мире определенное количество лет. Учение Будды, например, будет пребывать в этом мире 5000 лет, из которых уже прошло 2500. По истечении этого срока постепенно учение будет приходить в упадок, и к этому времени оно исчезнет из этого мира, то есть его, ну, может быть, оно останется у каких-то отдельных личностей, но вообще само по себе учение придет в упадок. И в это время появится Будда Майтрея, который снова дарует учение, то есть он, будет говорить он о чем-то другом, или это будет тот же самый буддизм? Если вид человечества останется такой же, то такой же. Ну, Допустим, неандертальцев, это же другое вид человечества, у них свое было. Будда преподал 4, то есть, как я понимаю, это учение, оно, в принципе, ну, я сомневаюсь, что оно будет в корне отличаться от того, что говорил Будда Шакьямуни. И первая проповедь Будды Шакьямуни, которую он даровал в Сарнатхе, в месте, которое называется Ришипатана, место падения Риши или мудрецов, и неподалеку от Варанаси. В этом месте он преподал первый поворот колеса, то есть он повернул колесо учения в первый раз, это был поворот колеса учения 4 благородных истин, и 4 благородные истины гласят. Первая – это истина страдания, вторая – это истина источников страданий, за ней следует истина прекращения страданий, и четвертая истина – это пути. Даже неандертальцы подозревают, что, наверное, они тоже испытывали страдания. И независимо, был ли это вид Homo sapiens или кто-то еще, они испытывали страдания. И если бы Будда появился при неандертальцах, он, наверное, говорил бы о том же, что есть страдания, и их необходимо познать. Потому что до тех пор, пока мы не понимаем, что мы испытываем страдания, мы, собственно, не собираемся от них избавиться.
Второе, это если есть страдания, если мы понимаем, что мы их не желаем, нам необходимо найти, откуда они возникают. И я думаю, что и для неандертальцев это был бы актуальный вопрос, если они желали избавиться от этих страданий. Третья истина это истина прекращения. Как вы видите, она следует не в логическом, не причинно-следственном порядке. То есть сперва идет результат страдания, затем идет источник страданий. Затем идет истина прекращения, которая является результатом, и затем говорится о ее причине, которая является духовным путем. Зачем мы узнаем истину? Почему Будда проповедовал сперва истину прекращения? Потому что если у нас есть страдания, если мы понимаем, что у них есть источники, нам необходимо понять, можно ли эти страдания искоренить, можно ли их прекратить. Потому что если это невозможно, если как многие последователи западной философии считают, что страдание это органическая, неизменная часть нашего бытия, от которой невозможно избавиться, то никакой духовный путь не имеет смысла. Сколько бы мы ни прилагали усилий, эти страдания будут продолжать быть частью нашего бытия. И тогда ни четвертая истина, да в принципе и буддизм сам по себе не имеет никакого смысла. Сопряженная дуальная бинарность. Сопряженная дуальная бинарность, ну какие сложные слова у вас. Ну можно и так. Ну, можешь так сказать? Наверное, сказать-то можно все что угодно. Главное, чтобы это было согласовывалось с истиной. И, соответственно, Будда говорил о том, что можно избавиться от страданий. Мы можем в самом деле достичь состояния прекращения страданий. И если мы приходим к такому заключению, то у нас необходимо поднять следующий вопрос. Если это возможно, как обрести это состояние? Как мы можем достичь состояния прекращения? Что к нему ведет? И поэтому Будда даровал, собственно, четвертую истину. Он объяснил четвертую истину, истину пути, которые приводят к этому состоянию прекращения страданий. И, как мне кажется, в этом отношении, какой бы Будда не прибыл в наш мир, наверное, это учение будет таким же. Мне кажется, что невозможно выйти за его пределы, невозможно объяснить каким-то другим образом. И поэтому, если бы даже это были неандертальцы, тем не менее, это было бы то же самое наставление. Далее, вторая глава – это определение Будды как подлинного достойного существа. И здесь приводятся слова из Дигнаги, о котором мы с вами только что говорили. «Я кланяюсь низко тому, кто стал не подлинно достойным, а совершенно достоверным». Здесь чуть-чуть другой смысл. Кто стал совершенно достоверным источником знания или совершенно достоверной личностью, как бы мы ни переводили. Кто, стремясь помочь живым существам, стремится принести пользу живым существам, учителю, сугате и спасителю. То есть учителю, сугате и здесь не спаситель скорее, а защитник. Тот, кто защищает живых существ от страданий, кто является учителем, указывающим путь достижения освобождения из этого круговорота бытия и достижению состояния всевидения или состояния Будды. И также кого именуют сугата. Сугата – это корень гата, то есть тот, кто ушел. И су – это приставка, которая значит совершенно благостно, прекрасно. Поэтому это на тибетский переводится как деварщепа, то есть кто блаженно ушел, совершенно верно, хорошо, благостно ушел, то есть покинул этот мир, тот, кто достиг нирваны. И поэтому тот, кто достиг нирваны. И поэтому мы обращаемся к Будде, так как он является достоверным источником познания. Мы видим, что он никогда не произносит лжи, все его слова правдивы, и все его слова обладают смыслом, то есть они не являются бессмысленными, поэтому мы можем на него полагаться. Мы полагаемся на него как на учителя, который указывает нам путь, с помощью которого мы можем достичь полного пробуждения или, скажем, нирваны для тех, кто стремится к личному освобождению. Он является сугата, который достиг блага или ушел во благо, или, то есть стал пробужденным существом. И он является защитником живых существ, который каким образом защищает живых существ? Он защищает их посредством учения, даруя им объяснения и знания, с помощью которых живые существа и могут защитить себя от всех страданий. И здесь далее даются объяснения, которые, я думаю, можно прочитать самим. Здесь говорится о том, что у сугаты имеются 3 качества. Здесь идут следующие разделы, на которых мы сейчас не будем останавливаться. Я не буду на всем этом останавливаться. Значимость комментариев о неправильном восприятии, а скорее всего достоверном познании, но мы не будем об этом
говорить подробно, потому что, наверное, это займет очень много времени. Давайте перейдем к 53-й странице «Претворение учения на практике». Вы знаете, что тибетский буддизм ранее в Европе было принято называть ламаизмом. Новое развитие индийского буддизма, они думали, что это даже не развитие, а скорее деградация индийского буддизма. И поэтому они называли его ламаизм и отличали от индийского буддизма. Но на самом деле это никакой не ламаизм, это индийский буддизм. Это буддизм Махаяны, который был принесен из Индии в Тибет, начиная с 7 века нашей эры. И, в принципе, последние ученые из Индии, которые прибывали в Тибет и передавали учения, приходили вплоть до 13 века. То есть довольно поздно, до 13 века. Последние монахи из... Некоторые говорят, что это происходило и довольно и позднее, вплоть до 14 века, вплоть до Бутона. Но, как бы там ни было, мы говорим с вами о том, что в течение довольно долгого времени учение Будды переводилось с санскрита на тибетский язык. Были переведены все основные трактаты, были переведены сутры, которые сейчас составляют то, что мы называем кангюр, более 100 томов самого слова Будды. Также были переведены трактаты индийских учителей, комментирующие это слово Будды. И помимо этого были переведены и тантры, тантрические тексты, которые представляют собой раздел эзотерический буддизма. И вся эта широкая палитра учений Будды была привезена из Индии и переведена с санскрита, а также с других учеников. Как недавно мы обсуждали с достопочтимым, опять чуть не сказал Геше, хороший знак, с достопочтимым Санал Гелюнгом, что в кангюре присутствуют не только тексты, переведенные с санскрита. Эта компиляция или этот канон состоит из текстов, которые были переведены, например, с языка пали. Существует 13 сутр, которые были переведены с пали. Есть сутры, переведенные из китайского, и их довольно много, но еще больше трактатов, переведенных с китайского. И также есть тексты, которые были переведены с языка хатана, который по-тибетски называется лию. Таким образом, все это учение, по большому счету, либо напрямую, либо опосредованно через другие страны, например, через Китай. Мы уверенно можем сказать, что тибетский буддизм, несмотря на какие-то культурные наслоения, несмотря что внешне он может выглядеть несколько по-другому, несет в себе суть того самого учения Махаяны, которое практиковалось, и которое преподавалось, которое сохранялось в живых в университете Наланда, но не только в университете Наланда, но и многих других буддийских махаянских университетов. Как вы знаете, например, один из великих учителей, прибывших в Индию в XI веке, Дипанкара Шривиджняна Атиша, он был одним из преподавателей, а также обучался в Наланде, но он также был, если не ошибаюсь, одно время настоятелем Викамасы. И это учение, о котором мы говорим, которое западные ученые и также путешественники называли ламаизмом, никакой не ламаизм. Это все тот же буддизм Махаяны, который был принесен в Тибет, который принял там корни и который процветал в течение более чем 1000 лет, был сохранен тибетцами, и, конечно, не только тибетцами, но во многом тибетцами для тех, кто живет сейчас, для современных поколений. И только благодаря усилиям великих тибетских переводчиков, наставников великих монастырей Тибета, а также таких великих духовных лиц, как его святейшество Далай-лама, это учение было донесено до наших дней. И поэтому мы должны помнить, что это никакой не ламаизм, это учение Махаяна, учение традиции Наланды, и оно до сих пор изучается и преподается, и оно до сих пор является действенным. И поэтому здесь говорится о том, что осознав, что духовный учитель является источником всех достоинств, и почему я начал говорить о ламаизме, о буддизме, кто важнее для нас, Будда или наш коренной учитель? Вот здесь вот или наш просто духовный наставник. Здесь говорит, что учитель источник всех достоинств, непрерывным старанием дел. Почему учитель является источником всех достоинств? А если он не является воплощением Будды, если он просто тибетский монах, или монгольский монах, или калмыцкий монах? Он или ученикам Будды. А почему он важнее, чем Будда? Вот здесь вот говорится, в некоторых текстах говорится, что ваш учитель важнее, чем Будда. Как может быть учитель, простой человек, который точно так же, как и я, ест, спит, как он может быть важнее, чем Будда?
Наверное, потому что учитель он должен быть абсолютным учителем. То есть, Потому что если бы не было вашего учителя, да. то вы никогда бы не встретились с учением Будды. Потому что в этом отношении учитель даже добрее, чем важнее, чем Будда. Потому что Будда жил 2500 лет назад. Мы никогда не видели Будду, мы никогда не получали от него учений. И если бы не наш учитель, то, скорее всего, этого бы никогда и не произошло. И тот, кто передает нам это знание, тот, кто помогает нам заниматься духовным развитием и изучать учение Будды, тот и является для нас наиболее важным, потому что он непосредственный источник знания для нас. И занимаясь практикой учения Будды, занимаясь практикой того, что он нам преподал, мы можем обрести все те достоинства, которые мы желаем. И поэтому учитель является источником всех достоинств, потому что без него мы не будем знать, как осуществить это достоинство. Ну и существует множество различных других объяснений, например, тантрических объяснений. Говорится о том, что когда мы думаем, что учитель, дарующий, например, посвящение, является ваджадарой, то ваджадара входит в его центральный канал и пребывает в его сердце. И в этот момент Будда учитель совершенно не отделим от Будды Ваджадара. Как бы там ни было, как бы мы ни представляли, то есть представляя с религиозной точки зрения или думая менее религиозно, как бы там ни было, духовный наставник, тот, кто дает нам объяснение учения, тот и закладывает в нас семя будущего понимания. И мы должны понимать его важность и испытывать благодарность по отношению к тому, кто в самом деле передал нам смысл учения. И далее здесь говорится: помните его огромной доброте с глубокой благодарностью, чтите его, делайте подношения ему, уважайте его самого и его речь, прилагайте усилия, чтобы превратить его учение на практику. И вообще говорится, что мы должны радовать своего учения, мы должны радовать его материальными подношениями, мы должны радовать его своим служением, то есть выполняя необходимые действия для служения учителю. Но самое главное, чем мы должны заниматься? Практикой, потому что подношение практики является наилучшим подношением для учителя. Когда мы не только слушаем, что учитель говорит, но и делаем, как он говорит, по всей видимости, это радует его больше всего. И дальше здесь говорится, мы не будем на этом останавливаться, далее здесь объясняется, как слышать. Ну, скорее всего, это не как слышать, а как слушать. Как слушать учение, потому что существует 3 этапа изучения учения Будды. То есть это слушание. На самом деле интересно, почему слушание? Ведь мы очень часто читаем тексты, очень часто читаем различные комментарии, и мы не слушаем, а читаем. Здесь мы отталкиваемся от древней индийской традиции, когда учение передавалось из устно. И поэтому для того, чтобы получить учение, необходимо было его выслушать у кого-то из учителей. И таким образом мы выслушивали это учение, затем размышляли над его смыслом и в конечном итоге воплощали на практике, создавая глубокую благую привычку к тому или иному аспекту учения, занимаясь медитацией. Поэтому здесь говорится, как слышать, как думать и дальше как заниматься медитацией. То есть здесь описывается то, как мы должны изучать учение Будды, а затем воплощать его на практике. Следующая подглава – это единение слушания, размышления и медитации. Это то, как необходимо совмещать эти 3 действия, изучения и практики учения Будды. И все это необходимо нам для чего? Для того, чтобы в нашем потоке сознания появилась мудрость. Мудрость, рожденная из, соответственно, слушания, мудрость, рожденная, соответственно, из слушания, размышления и медитации. То есть это 3 вида мудрости, которые постигают что? Они постигают смысл того, что мы с вами изучаем, обретают его глубокое постижение, и таким образом мы способны добиваться того, чего мы желаем. Дальше реализация этого единения на практике, мы не будем этого рассматривать, и мы сразу перейдем к 61 странице, мы перейдем к 4 главе «Драгоценная человеческая жизнь». И драгоценная человеческая жизнь – это, наверное, то, что всем вам известно, это очень много объясняют все тибетские учителя, потому что это крайне важно понимать, что наше человеческое тело является драгоценным, оно является самым важным на данный текущий момент инструментом для того, чтобы мы могли изучать учение Будды, чтобы могли практиковать учение Будды.
И те, кто достиг определенного знания, могли учить этому учению Будды, передавать его далее. И драгоценное человеческое рождение, здесь я не буду останавливаться на этом подробно, потому что все вы, наверное, читали Ламрин. Мы говорим о том, что существует 8 свобод, 10 богатств. Мы говорим о том, что из этих 10 5 зависит от нас самих, 5 зависит от других. И все это благоприятные условия, с помощью которых мы можем в самом деле изучать учение Будды и заниматься его практикой. И если бы у нас не было этого драгоценного человеческого рождения, а здесь, вы видите, используются эти характеристики, драгоценное человеческое рождение. То есть не любое человеческое рождение является драгоценным, потому что не любое человеческое рождение ведет к духовной практике, ведет к изучению буддизма. Потому что очень много людей, например, в этом мире не интересуются духовной практикой или элементарно не имеют возможности найти свободное время для того, чтобы ею заниматься. И здесь снова приводится, как вы видите, комментарий о основе всех совершенств. Здесь говорится, что для тех счастливых лиц, которые полностью полагаются на духовного учителя, то есть мы должны понимать, что нам необходимо иметь учителя, то есть у нас должен быть учитель, у которого мы будем учиться, излагается то, как мы должны его радовать, как мы должны на него опираться, как на наставника. Говорилось о том, как мы должны учиться, что мы должны делать для того, чтобы постичь учение. И теперь здесь говорится о том, что те, кто полагается на духовного учителя, очень важно приступить к умственной деятельности, размышления о том, как трудно обрести эту драгоценную человеческую жизнь. Зачем мы это делаем? Ну вот мы получили с вами, мы обрели по тем или иным причинам, как в некоторых текстах говорится, случайно и единожды. Чтобы правильно использоваться. Да, потому что если мы не будем ценить эту жизнь, если мы не будем понимать ценность того времени, небольшого времени, очень короткого на самом деле времени, которое у нас есть, мы и не будем прилагать никакие усилия. И на самом деле эта тема довольно интересна, потому что она является общей не только для буддизма, потому что об этом писали и греческие мыслители, об этом также говорили и христианские мыслители. Это то, что очень важно, необходимо понимать ценность времени, необходимо понимать, что с нами очень скоро произойдет смерть, и мы потеряем эту возможность. И никто не знает, когда наступит смерть, и самое главное, мы не знаем, есть ли следующие рождения, нет ли их. Если они есть, то мы никогда не знаем, как мы переоденемся. А как, есть следующие рождения? Есть. Есть. Почему? У нас есть. То есть у кого-то они могут быть, у кого-то они не могут быть? Нет, всех есть. Есть случаи. Пока человек верит, то это будет. Если человек не верит, То есть должно быть как минимум тогда два варианта. Для кого-то должна быть эта следующая жизнь, для тех, кто верит, а для тех, кто не верит, она не должна существовать. для всех. Она существует просто. Если она существует для всех, тогда она существует независимо от веры. Тогда вера здесь не является важным фактором. А почему она существует? То есть как мы обосновываем? Вот мы с вами буддисты. Мы говорим о том, что есть следующее рождение. А как мы обосновываем, как мы доказываем самим себе хотя бы, что есть следующее рождение? На основе пустоты. Есть научные доказательства. Какие есть научные доказательства? Помнят дети, помнят свои прошлые педагогические. О, мы очень много обсуждали этот момент, как дети могут помнить свои рождения. В некоторых случаях, и я был тому свидетелем, как мне кажется, в некоторых случаях родители просто научают своих детей. Они говорят, что вот говори, что то-то и то-то происходило в твоей прошлой жизни, в надежде на то, что этого ребенка будут считать каким-то особенным или его признают воплощением кого-то, чего-то. Зачем-то. Кроме этого, есть другие случаи, когда говорят о том, что те дети, которые что-то знают или что-то помнят о своих предыдущих рождениях, это может быть, неизвестно, существует ли генетическая память, не существует, но это может быть какие-то знания, передающиеся. Например, некоторые птицы, которых забрали еще в виде яйца, вылупляясь из него, знают, как петь мелодию, которую поют их сородичи. И никогда не слышали эту мелодию. Однако же они поют то же, что делают их сородичи. Точно так же, может быть, и с людьми. Вот родился ребенок и говорит, кто его знает, из-за чего это происходит. Это... Семя. Ну, его вряд ли кто-то перевоплощает, иначе был бы кто-то, кто занимает. Ну, как вы
Ну вот я не знаю даже, это сложный вопрос. Если мы говорим о том, что следующего рождения не существует, нам, или наоборот говорим, что оно существует, нам необходимо как-то это доказывать. Ну, на основании учения существует. На основании какого учения? Просто общие фразы, такие как на основании учения. Нет. Ну а какие логические доводы там приводятся? Пустоты. Объяснение пустоты. Вот здесь, смотрите, вот это мы уже подходим ближе. Мы говорим о том, что есть некий континуум, некая продолженность чего? Ну, во-первых, есть продолженность материи. Вот, например, когда мы умираем, наше тело, оно никуда не исчезает, оно разлагается, но по своей сути, то есть те составные элементы тела, которые существуют, их продолженность, их континуум продолжается. И точно так же буддисты говорят о чем? Говорят о том, что существует сознание. Сознание, которое не является материальным. Сознание, которое не возникает из материи. Сознание, которое в своем появлении не опирается на материю. То есть для того, чтобы возникнуть, то есть для того, чтобы возник следующий момент, оно не опирается на материю. И, соответственно, если у нас есть такой поток сознания, то откуда возникает, например, вот есть, мы говорим о том, что сознание поделено на некие моменты. И вот каждый предыдущий момент возникает из чего? Из предыдущего момента. То есть предыдущий момент служит причиной для следующего момента. И таким образом мы двигаемся регрессивно, то есть мы двигаемся назад. Вот сейчас мне, например, 47 лет, вот мы двигаемся от момента к моменту, приходим до того момента, когда наступает 0,00 моментов с моего рождения, и мы понимаем, что в то первое сознание, которое появилось вместе со мной, то есть является, собственно, со мной, его предыдущий момент тоже должен был откуда-то появиться. И мы помним с вами предыдущий постулат о том, что сознание не возникает из материи. Оно возникает только из подобного себе, то есть из соответственной причины. То есть оно должно было возникнуть из чего? Из предыдущего момента сознания. Но уже мой срок жизненный уже кончился. То есть мое сознание, которое существовало во время зачатия, до него должно было существовать какое-то сознание, но оно уже выпадает за рамки этой жизни. То есть это должно быть сознание, которое было сознанием предыдущей жизни, скажем, предыдущего Бордо. Если мы будем двигаться дальше, то, соответственно, и предыдущей жизни. Это то, как мыслят буддисты. И здесь необходимо понимать, что в этом отношении очень важно, чтобы мы могли доказать, что сознание не является тем, что возникает из материи, не является по своей природе материи и, например, не опирается на материю. И об этом говорил Дхармакирти в Прамана Самучае. Он говорил о том, что сознание не подобно, то есть оно не возникает из материи. Оно не подобно чему? Оно не подобно фреске, которая написана на стене. Когда мы разрушаем стену, разрушается и фреска. Оно не подобно чему? Оно не подобно способности алкоголя опьянять. То есть вот есть алкоголь, и есть его способность опьянять, но она зависит от чего? Она опять-таки зависит от алкоголя. То есть сознание, оно не опирается, оно не зависит от материального таким же образом. И если все то, о чем мы говорим в буддизме, верно, то неизбежно будет предыдущее рождение. И если мы выполним тот же самый процесс вперед, то мы дойдем до того момента, когда мы умрем, а со всеми это произойдет, желаем мы того или нет. И, например, мы умираем, и в этот момент мы оставляем физическое тело, но сознание, его континуум, она продолжается. И так как это сознание, то есть каждый момент сознания является и причиной, и следствием. Почему? Потому что он является следствием предыдущего момента и причиной следующего момента. Будучи таковым, он не может не функционировать. Он должен работать, он должен совершать что? Движение, то есть он должен порождать свой следующий момент. И в этот момент смерти физического тела, соответственно, это сознание порождает следующий момент сознания. Значит, мы вынуждены что сказать? Мы вынуждены сказать, что придется дальше страдать, будет следующее рождение, и необходимо будет как-то что-то опять с этим совсем делать. А можете сказать, сейчас спросить, по поводу Далай-ламы. Далай-лама же в 20-м посаде?
А Бодхисаттва же тоже перерождается? Он Бодхисаттва Авалокитешвара. Его святейшество Далай-лама, как и все Далай-ламы, считается воплощением Авалокитешвара. Авалокитешвара — это Будда сострадания, который является воплощением сострадания всех Будд. И является ли он Бодхисаттвой? Да. В чем различие рождения Бодхисаттвы и обычного существа? Обычные существа рождаются в соответствии с той кармой, которую они накопили, и также в соответствии с теми омрачениями, которые присутствуют в потоке сознания, в особенности то омрачение, которое являлось наиболее важным в момент смерти. И в соответствии с этими факторами мы рождаемся в следующей жизни. Если карма у нас была плохая, если в этот момент сработала определенная негативная карма, мы, соответственно, рождаемся. И если к этому моменту, в момент смерти, наш также было сильно какое-то изомрачение, то это то, что ввергает нас, собственно, ввергает нас в следующее несчастливое рождение. Как рождается Бодхисаттва? Рождаются ли Бодхисаттвы точно так же, как и мы? Нет. Бодхисаттвы, которые достигли высокого уровня духовного развития, которые находятся на одной из пуми, то есть на одном из уровней Бодхисаттв, которых 10, они перерождаются осознанно. Они устранили причины к тому, чтобы родиться в несчастливых уделах. Здесь бывает два вида прекращений. То есть они не рождаются, потому что они подавили эти причины, то есть временно эти причины не работают, и из-за этого они перерождаются в счастливых уделах. И есть бодхисаттвы, которые полностью искоренили причины для перерождения несчастливых уделов. То есть они перерождаются не как мы осознанно, потому что каждый раз для простых людей это рулетка. Где ты переродишься, если ты не накопил достаточно благой кармы и умираешь, соответственно, в благом состоянии ума. И это мы говорили с вами о драгоценной человеческой жизни. Она является драгоценной, потому что это наилучший инструмент для достижения пробуждения Будды или продвижения по духовному пути. И вот здесь вот, когда мы читаем, здесь необходимо понимать, что терминология, использованная в этом переводе, она может отличаться от той терминологии, которую мы обычно используем, например, в других переводах, в других текстах. Здесь говорится на 62-й странице, как цена прекрасная человеческая жизнь, полная отдыха и возможностей. Вот это и есть свободы и благо, или свободы и богатства, о которых мы сейчас с вами говорили. Здесь я также хотел бы отметить, те, кто читает эту книгу, иногда говорится о чертях. В одном месте, как я уже говорил, на 137-й странице говорится о дьяволе и боге. Как мы, буддисты, верим в дьявола и бога? Нет. Почему? Потому что нет Бога создателя. Ну как нет Бога создателя? Ну мы с вами есть, нас же кто-то сотворил, нет? Нет. Да, с вами никто, но мы же есть. Значит, причина. Мы сами причина себе? Причина нашего рождения. Только ум. А как же здесь же говорится, ну я же цитировал, 137-я страница, я же не вру. Здесь же говорится, вот те, кто говорят, что они видели Бога или дьявола, чтобы обмануть других. Так есть у нас у буддистов Бог и дьявол или нет? Нет. То есть, вот смотрите, здесь говорится, те, кто говорят, что видели Бога или дьявола, чтобы обмануть других. То есть, если я говорю, я видел Бога или дьявола, чтобы вас обмануть, соответственно, вы должны верить в то, что существует Бог и дьявол, нет? Потому что как бы я мог обмануть вас, если вы не верите в них? Я буду говорить, что я видел того, во что вы не верите, ну и смысла никакого. Здесь, опять-таки, это вопрос перевода. Здесь, конечно, имеется в виду не Бог и дьявол. Здесь имеется, по всей видимости, божества и вредоносные духи, или духи, или голодные духи. Здесь просто так сложилось, что так перевели, и поэтому, получается, Бог и дьявол, но это не христианский Бог и дьявол. Это, конечно же, существа мира богов, и существа, скорее всего, речь идет о голодных духах. Что извините? Когда они существуют, если вы говорите о голодных духах. Ну да, они, наверное, существуют. По крайней мере, так буддизм утверждает, что существуют голодные духи и боги. И, наверное, дальше давайте с вами перейдем. Здесь вот говорится о ценности. Приводятся слова Шантидевы, великого бодхисаттвы, индийского автора, если не ошибаюсь, 7 века нашей эры. И его работы, как вы знаете, обе работы, два его наиважнейших труда,
это введение в деяние бодхисаттвы, или как его перевели на русский язык, путь бодхисаттвы, это бодхисаттва чарья аватара, переведен на русский язык, и также шикша самучая, собрание практик, это еще одна его главная работа. Эти две работы считаются дополняющими друг другу, поэтому советую их читать вместе. То есть, например, сперва бодхисаттва чарья аватара, а затем шикша самучая. Это оба текста доступны на русском языке. И было бы хорошо, конечно, их прочесть для собственной практики. Вот, например, на 68-й странице тоже говорится, например, у чертей, терзаемых муками, жара и холода. Но здесь вот это определенно, это не черти, это скорее всего, жители адов. Это живые существа, живущие в водах, которые испытывают страдания, жара и холода. А вот разрешите вопрос задать? Скажите, пожалуйста, если вы говорите о том, что существуют голодные духи, они могут проникать в наш мир? А вы представляете, как себе мир эти? Как вы представляете себе мир эти? Ну, вообще существуют же разные, да, понимания. Говорят о том, что эти миры существуют у нас в сознании. Вот это сложный вопрос. На самом деле существует такой текст, который называется Абхидхарма Коша. Он тоже есть на русском языке, он полностью переведен на русский язык с комментарием. И в Абхидхарма Коше говорится о том, что ады, например, существуют на таком-то расстоянии от поверхности Земли. Что вот под нами находятся холодные ады, горячие ады, ближайшие ады и с временным сроком пребывания. И то есть это вот рассматривается как некие настоящие физические места, в которых пребывают живые существа и испытывают страдания. В то же время, например, говорится о том, что в одном из трактатов в работе Чандракирти говорится о том, что, вот, например, если человек смотрит на реку, он ее видит как реку воды. Когда на нее взирает голодный дух, он видит ее как поток крови и гноя. Соответственно, как они находятся в одном месте или в разных местах? Одно и то же место. Если одно и то же место, почему мы их не видим? И почему для них это река гноя, а для нас это река воды? Потому что наше видение отличается. В соответствии с кармическим видением мы видим тот или иной мир. Соответственно, по всей видимости, это не столько вопрос физического измерения, сколько ментального восприятия. Если та же самая река видится богами, то они ее видят как поток нектара. Соответственно, ну, по всей видимости, это вопрос нашего ментального восприятия, того, как мы видим вещи, того, как мы их воспринимаем, настолько, насколько загрязнен наш ум, чем зашореннее наше видение, тем омраченнее то, что мы видим, тем ужаснее то, что мы видим. И здесь это, видите, это еще один из подходов. То есть, возможно, интерпретировать это и так, и это, но самое главное что? Самое главное не попасть в воды, нет? Самое главное, чтобы мы воздерживались от нехороших вещей и старались совершать хорошие вещи, чтобы наше видение, если мы верим, что это видение, не отморчилось настолько, что мы будем испытывать огромные страдания адов, если они есть. Если же они есть в физическом их воплощении где-то глубоко под землей, то тоже не стоит туда попадать. Вы знаете, я попрошу меня пока не снимать, я просто хочу задать вопрос. У меня был просто такой случай в жизни, когда я видела привидение. Мы с вами перейдем сейчас к обсуждению и никогда не закончим книгу. Вот эти диверсии, я считаю, необходимо тут же прекратить. Давайте мы сперва дочитаем текст и потом перейдем к вопросам и ответам, иначе у нас все плавно перейдет в посиделки, в обсуждение, и мы не закончим текст. Давайте, наверное, продолжим. Следующая глава, это 79-я страница, это практика принятия прибежища. Практика принятия прибежища – это то, что крайне важно. И, собственно, как говорится в текстах, это то, что делает нас буддистами.
Потому что мы, ну на самом деле, как говорят, говорят о том, что критерием для того, чтобы считать или не считать себя буддистом, он двойственный. То есть первое это принятие, искреннее принятие прибежища в 3 драгоценностях, понимая, что лишь они могут что? Защитить нас от страданий сансары. То есть мы принимаем прибежище, исходя вот из такой веры. Что это за вера? Значит ли это, что вот нам просто кто-то сказал, что вот есть Будда, надо ему кланяться и принять в нем прибежище, думаю, что мы рассматриваем Будду, Дхарму и Сангху. Мы рассматриваем Будду, и как уже говорилось прежде, мы понимаем, что он источник достоверного знания, что он является учителем, что он является сугатой и что он является защитником. Мы понимаем, что, будучи достоверным источником знания, его знание должно быть достоверным. Его дхарма должна быть достоверной, и более того, так как Будда обладает не только мудростью, но и великим состраданием, его дхарма не может причинить вред. И, соответственно, так как Будда был искусен в своих средствах, он даровал учения, которые подходили каждому из существ, каждому отдельно взятому существу в соответствии с его пониманием. Наверное, Будда бы нашел общий язык и с атеистами. Наверное, и атеистам было бы ему что сказать. И поэтому мы принимаем прибежище в Будде, в его учении, в Дхарме, и мы принимаем прибежище в Сангхе. Как мы уже говорили с вами, до этого Сангха это то, что может рассматриваться широко. Сангха это, во-первых, собрание святых, как это иногда переводят, то есть личности арья, личности благородных или выдающихся, тех, кто узрел пустотность, то есть тех, кто увидел истину, увидел то, как вещи существуют на самом деле, а не то, как они кажутся. И это собрание сангхи. Есть еще и формальная сангха, это те, кто носит монашеские одежды, потому что они являются символом той самой сангхи, о которой мы говорим. И мы принимаем прибежище в этих 3. Почему? Потому что помимо того, что у нас есть учитель, помимо того, что мы опираемся на его наставления, слушаем дхарму и занимаемся этой практикой, нам необходимо соответствующее окружение, нам необходимы те, кто будут помогать нам в духовной практике. Потому что если у нас нет такого окружения, то наша духовная практика не добьется своего успеха, мы не добьемся тех целей, которых мы стремимся достичь. И поэтому здесь говорится о практике прибежища, каким образом необходимо принимать прибежище. И мы говорим об обычном прибежище и махаянском прибежище. Что же это значит? Обычное прибежище и махаянское прибежище. В чем их различие? Их различие, естественно, заключается в бодхичитте, то есть мы принимаем прибежище для того, чтобы достичь состояния Будды на благо всех живых существ. И мы принимаем махаянское прибежище, мы, будучи последователями Махаяны, принимаем такое прибежище. И здесь говорится о том, как принимать прибежище, как устанавливать объекты прибежища, визуализировать их перед собой, значение прибежища, понимание 6 категорий 3 драгоценностей и так далее. Я думаю, что можно это прочесть все самим. Но важно помнить о том, что когда мы принимаем прибежище, это накладывает на нас какую-то моральную ответственность или нет. Да. Когда мы следуем какому-то религиозному учению, это накладывает на нас какую-то моральную ответственность или нет. Да. Как правило, если мы следуем учению, если мы следуем, например, Будде, то мы должны поступать как? Мы должны поступать, как он говорил. Если он говорил, не убивай, то хотя бы в половине случаев не надо убивать. Я шучу. То необходимо сделать то, что говорит Будда. А если мы не делаем, что говорит Будда, то можем ли мы считаться буддистами, если мы не делаем то, что говорил Будда? Нет. Последователи учения Будды — это те, кто делает, как им говорил Будда. Если они не делают, как говорит Будда, то технически, наверное, мы не совсем вправе себя называть буддистами, нет? Да. Даже если мы искренне принимаем прибежище в 3 драгоценностях, даже если мы верим, что 3 драгоценности — это то, что может вызволить нас и спасти, защитить нас от страданий 3 низших уделов, 3 несчастливых уделов, но если мы не делаем так, как говорит Будда, и, соответственно, мы не сможем избавиться от этих страданий, если не будем поступать так, как он говорит. И тогда, с этой точки зрения, морально, наверное, как-то немножко сложновато нам называть себя буддистами, если мы не поступаем, как он говорит. Ну а если все-таки мы поступаем не так, как он говорит, что же, неужели никто не грешит?
И что же надо? Да, а как мы раскаиваемся? 4 силы. Больше не совершай. А если мы раскаялись, а потом опять совершили? Что, и такого с вами не бывало? Еще раз. Сообщество праведников, с которыми я сегодня недостоин находиться в одной комнате. И что же нам тогда делать? Взаимосожаление. Баджасатву читать. Можно же так делать? Ничего, ничего. Вечером Баджасатву почитаем. Надо исправить. Как же нам быть? Осознать надо. Да, естественно, каждый раз это должно быть искреннее раскаяние. Мы искренне раскаиваемся, а на следующий день также искренне совершаем проступок снова. Мы берем тенденцию больше не делать этого. Но в конечном итоге, по всей видимости, мы должны стремиться. То есть это не просто раскаяние, мы должны прикладывать моральные, духовные усилия для того, чтобы не совершать эти проступки, не совершать эти недобродетели вновь. И это должно быть искренним устремлением. И, конечно же, мы с вами очень часто подобны Дурьёдане. Вы знаете, кто такой Дурьёдхана? Догадываетесь. Кто-нибудь читал Бхагавад-гиту? В Бхагавад-гите был такой антигерой, которого звали Дурьёдхана. И Дурьёдхана постоянно плохо поступал. Надо что. И он понимал, что плохо поступает. Он был царем, он был образованным, он был противником кауравов, которые в данном случае были героями, то есть они были главными героями повествования. Но каждый раз, когда он поступал плохо, он понимал, что поступает плохо, и не мог остановиться. Не знаю, как вы, но с некоторыми из нас происходят такие вещи. Так вот здесь, в самом деле, очень важно, понимая, что мы совершаем плохо, приложить все усилия для того, чтобы не совершать этого поступка. Но если наша природа сильнее нас, то тогда надо дать себе волю, я шучу. То тогда мы, понимая, что неправильно поступаем, тем не менее прикладываем все усилия, чтобы не поступить плохо. И после того, как мы все-таки, если даже совершили этот проступок, мы должны осознавать что? Не только то, что мы совершили дурной поступок. Нам необходимо осознать, что он влечет за собой неблагоприятные последствия. Нам необходимо понимать, что плохого в том, что мы совершаем этот поступок. И затем, понимая это, стараться не совершить его вновь. То есть у нас должно быть искреннее раскаяние, искреннее сожаление о совершенном поступке и стремление не совершать его вновь. В противном случае, чем это станет? Двуличием это станет. Мы понимаем, что поступаем неправильно, презрев все наставления Будды, продолжаем поступать так и не испытываем никакого сожаления или раскаяния и называем себя буддистами, ну, конечно, это неприемлемо. Поэтому, как у меня некоторые товарищи говорят, он говорит, да я не буду слишком сильно изучать слово Будды. А я спрашиваю, а почему? Да потому что узнаешь слишком много. И об этом же есть замечательное высказывание кого-то из монгольских учителей, который обучался в Джипун-Гаманге. И он говорил о том, что когда у меня были обеты, у меня не было виная. Когда у меня появилась виная, у меня не стало обетов. Что это значит? Когда он получал обеты монашеские, он не знал еще виная, он не знал всех предписаний, которые необходимо избегать. И обета, он не знал полностью всех объяснений обетов, которые необходимо хранить. И он думал, что у него есть обеты, он думал, что он хранит их верно. Но когда он стал изучать винаю, он понял все эти тонкости обетов и предписаний монашеских правил. И тут он понял, что он нарушал многие из них. И он поэтому говорил, что и тут я понял, что у меня нет винаю. Поэтому очень важно не только принимать прибежище в 3 драгоценностях, не только понимать качество 3 драгоценностей, но необходимо понимать также и моральные обязательства, которые вы на себя берете, потому что это крайне важно. И поэтому здесь говорится от обязательствах перед 3 драгоценностями. Как только мы верим в себя в беззаветном Будде, как достойному научить нас методу защиты от страданий, мы должны следовать за ним так же тщательно, как тот, кто, обещав появиться перед жестоким правителем, последовал бы совету друга, который знает, как умиротворить правителя и так далее, и так далее. Я не буду все это зачитывать, очень много. И нам необходимо, соответственно,
хранить все те обязательства, которые мы берем на себя, принимая прибежище, и избегать тех дурных действий, от которых мы должны отказаться после того, как приняли прибежище. Это объяснение, эти объяснения есть в этой книжке Бишева Ангела. Я думаю, стоит прочитать и понимать, что это такое, быть на самом деле буддистом, потому что очень многие в буддийских традиционных регионах, относящие, то есть являющимися членами какого-то традиционного буддийского сообщества, например, в Индии или здесь, или в Калмыкии, или где-то еще, гордо называют себя буддистами, совершенно не понимая, что это значит, и очень часто поступая вопреки тому, что говорил Будда, или наперекор тому, что он говорил, и в глазах тех, кто больше нас знает о буддизме, это, конечно, странно, а иногда и довольно некрасиво. Поэтому, если вы называете себя буддистами, Коль, взялся за гуш, изучая буддизм. Теперь степень принятия прибежища, как 3 объекта прибежища, оберегает нас. Это, наверное, мы будем, я думаю, что стоит это прочесть самим. Собственно, мы здесь проводим, мы с вами на самом деле наше собрание не что иное, как рекламная кампания. Мы с вами просто рекламируем эту книжку, эту работу ламы Бишева Ангела, для того, чтобы мы читали ее сами, для того, чтобы те, кто ее прочитал, вдруг подумал, что, может быть, я чего-то недопонял. Так, все увлеченно читают, а может, стоит перечитать. И для того, чтобы те, кто ее не читал, никогда ее не читал, я имею в виду, чтобы те, кто ее не читал, когда-нибудь ее прочли в будущем. Далее здесь способы принятия прибежища. Духовное сообщество — это и есть самка, собственно. Далее идет набор изображений, очень хорошее изображение, немножко организовано, немножко не очень ясно по какому принципу, но как бы там ни было, в то время, это было то время, когда было очень мало книг о буддизме, очень мало знаний о буддизме, было очень мало изображений бурханов, и по всей видимости они еще, видите, были напечатаны с пустой задней стороной, так чтобы этих бурханов, по всей видимости, можно было вырезать и поставить себе в рамку на алтарь и так далее. Может быть, из таких побуждений они были сделаны таким образом, как бы там ни было. Далее здесь говорится о преимуществах принятия прибежища. И, как мы уже говорили в прошлый раз, я не знаю, присутствовал ли кто-либо на нашей предыдущей встрече, в буддизме мы все время обращаемся к чему? К кнуту и к прянику. К какому прибежищу? Мы все время обращаемся к этим 2 приемам. Кнута и пряника. Под кнутом у нас подразумевается что? Недостатки и пороки того, что мы можем испытать, если поступаем определенным образом. Если мы убиваем кого-то, то... Если мы убиваем кого-то, то, соответственно, мы вынуждены будем испытать тот или иной кармический плод, и это тот недостаток, тот порок, которого мы не хотим. Естественно, мы причиняем вред живому существу. Естественно, мы не радуем Будды Бодхисаттв, который взирает на нас. И это те недостатки, почему мы не поступаем так. Потому что мы видим, что эти живые существа испытывают страдания точно так же, они были нашими матерями и так далее, и так далее. И мы должны увидеть еще и что? Не только недостатки, но и пользу от того, что мы не станем убивать кого-либо. И каждый раз это у нас борьба того бога и дьявола, о котором мы говорили, я шучу. Это каждый раз борьба нас с самими собой. Мы должны понимать, что мы не должны поступать плохо, потому что это повлечет за собой последствия. Нам будет трудно смотреть в глаза потом Буддам и Бодхисаттвам, если вы их видите. Если вы их не видите, то вы должны понимать, что вы причиняете вред живым существам. И мы также должны понимать, какая польза из этого возникает, потому что это то, что будет побуждать нас, то, что будет порождать наш энтузиазм, стремление избежать недобродетельных дел и совершать эти недобродетельные дела. Если мы принимаем прибежище, мы должны понимать это, мы должны понимать, почему мы принимаем прибежище, в ком мы принимаем прибежище, какими качествами обладают объекты прибежища, и как верно это совершить, и какие обязательства мы на себя берем. Иначе что у нас получится? В противном случае что у нас будет? В противном случае это будет
просто бессмысленные слова. Когда мы произносим формулу принятия прибежища, это будет просто набор слов и потеря времени. И, конечно же, это откладывает какие-то благие отпечатки, и даже просто произнесение слов принятия прибежища несет в себе благословение Будды Бодхисаттвы, но это не будет таким действенным, как если бы мы принимали прибежище правильно, осознавая, что мы делаем, понимая, в ком мы принимаем прибежище, какие недостатки, если мы не примем прибежище, и какие блага мы извлечем, если мы примем прибежище в 3 драгоценностях. И, кстати, говорили мы с вами о ламаизме. И мы говорили о ламаизме, и в махаянских прибежищах очень часто на первом месте до Будды и Дхармы и Санки кто стоит, когда мы принимаем прибежище? Учитель, мы принимаем, как, например, говорится, лама лакепцучио. То есть я принимаю прибежище в ламе. Под ламой здесь подразумеваются не все те, кто работают просто в хуруле, а ваш учитель, гуру. То есть лама, как это часто интерпретируют, непревзойденный, тот, кого нет выше, тот, кто является для вас духовным наставником. Или иногда это по-другому интерпретируют. Есть и такое, довольно странная такая интерпретация. Лама, ла это высший, ма это мать. То есть учитель, который подобен высшей, так сказать, непревзойденной матери, которая, собственно, вас духовно вскармливает. И почему мы принимаем прибежище в ламе? Наверное, мы все-таки ламаисты. В ламе же сперва принимаем прибежище, а только потом будет Дхарма и Санки, нет? Может, осознаем и признаем свою жизнь? Потому что, да, как мы уже говорили с вами, во-первых, лама является воплощением тела речи, является воплощением Будды, Дхармы и Санки. Для нас он является воплощением, и самое главное, как мы уже с вами говорили, он является для нас кем? Источником учения, источником всех достоинств и совершенств. И поэтому прежде всего мы принимаем прибежище к учителю, потому что если бы у нас не было этого учителя, то не было бы для нас и никакого учения. И следующее, о чем мы сейчас будем говорить, это причина и следствие действия. Но вот это крайне немаловажно. Крайне немаловажно почему? Потому что Будда говорил, что мы приводили на предыдущей нашей встрече одно из известнейших четверостишей, которое приводится в Дхаммападе, которое приводится в Чедучурицом. В этом тексте, который был переведен на тибетский язык, в нем Будда говорит: совершайте добродетели, или все великолепие добродетелей. Оставьте или отриньте все недобродетельные действия. Обуздайте свой ум. Иногда переводят покорите свой ум, как бы там ни было. Обуздайте свой ум, это и есть учение Будды, или учение всех Будды. Как мы с вами выяснили, учение одного Будды, наверное, не сильно отличается от учения остальных Будд. Есть определенные различия, но общая суть должна быть одной и той же. Иначе получится, что не все истины, о которых говорил Будда Шакьямуни, универсальные истины. Как бы там ни было, соответственно, он приводил это четверостишие. Он говорил о том, что необходимо совершать действия, благие действия, оставить все дурные действия. И почему это важно? Потому что он также Будда говорил о том, что все явления возникают из своих собственных причин, и закон кармы работает таким образом. Если мы совершаем недобродетельные действия, мы получаем недобродетельные результаты. И поэтому здесь говорится о причине и следствии действий. Если этого мы не понимаем, то мы не будем избегать этих дурных действий. И здесь совершенно закономерно встает вопрос. Если закон кармы, работает ли он? То есть, вот, например, некоторые считают, были такие индийские представители не буддийской философии, которых называли чарваки. Чарваки говорили о том, что, как и многие атеисты, они говорили о том, что нет никакого следующего рождения, нет никакой следующей жизни, нет никакой ретрибуции. То есть мы не будем ответственны за те действия, которые совершаем сейчас. И в таком случае, что из этого следует? Совершенно верно. Если нет никаких последствий, то можно творить все, что угодно. Потому что мы все равно, следующей жизни не существует, она прекратится. В этой жизни мы не испытаем никакой кармы, никаких последствий. И, соответственно, мы можем только выжимать из этой, мы можем стремиться выжать из этой жизни все, что мы можем, получить наибольшее количество удовольствий. И, собственно, затем жизнь закончится, и не будет никакого продолжения, никаких последствий. И, в принципе, если бы это было так, то это довольно логично.
так как и Далай-лама, и его святейшество Далай-лама, и Будда говорили о том, что все живые существа желают счастья, а если кармы нет, следующего рождения нет, то мы всеми способами, в соответствии со своими собственными наклонностями и предрасположенностями, могли бы стремиться извлечь то счастье, которое нам доступно, и, собственно, не беспокоиться ни о чем. Но мы говорим о том, что следующие рождения существуют. И Будда говорил о том, что все миры или все вселенные возникают из кармы. То есть он говорил в Абхидharmakоше, что все миры возникают из кармы, они возникают согласно той карме, которую мы накопили. Существует несколько результатов этой кармы, которые рождают, например, которые создают наше человеческое тело, наше окружение. Также существуют привычные тенденции, которые присутствуют в нас и заставляющие нас поступать схоже и в следующем рождении. И это то, о чем говорил Будда. И это то, что, в чем мы следуем Будде. И, соответственно, если каждое наше действие, а каждое наше действие несет в себе результат или нет, то есть каждое действие является, Да. каждое действие, даже если мы не осознаем, то есть каждый момент, вот сейчас мы с вами говорим, слушаем, и мы создаем кармические результаты. Мы закладываем причины для того, чтобы появились кармические результаты, и у добродетельных будет счастье, недобродетельных будет несчастье. И, соответственно, есть также и что? Есть и нейтральные действия, есть и нейтральные результаты. И мы с вами должны это понимать, потому что мы сами таким образом предопределяем свое будущее. И здесь иногда возникает вопрос, и у многих людей он возникает, не знаю, как в этой аудитории. Иногда люди говорят о том, что вот бывает, что очень плохой человек, ну из рук вон плохой человек. В этой жизни наслаждается счастьем и умирает спокойной жизнью, проживает долгую жизнь. И несмотря на то, что он очень много причиняет вреда другим живым существам, поступает крайне плохо, но испытывает счастье. И как же это увязывается с законом кармы? Неужели он не должен испытать те последствия тех действий, которые он совершил? Ну и это, конечно же, объясняется в учении Будды. Говорится о том, что карма бывает разная. Действия, которые мы совершаем сейчас, могут иметь свои результаты не только в этой жизни. Бывает так. Бывает карма, которая созревает прямо в этой жизни. Существует карма, которая созревает в следующей жизни. А также существует карма, которая созревает в следующих жизнях. То есть в одной из этих жизней. И поэтому вовсе не обязательно, что если мы совершаем какое-то действие, его результат будет возникнет прямо в этой жизни. А какая карма добродетельная? А какая недобродетельная? Что является мерилом? Что является мерилом добродетельной кармы, а что является мерилом недобродетельной кармы? Как мы различаем? Этика. Если польза существам есть, то значит добродетельная. Не наоборот. Вот это, наверное, очень плохой критерий. Если есть польза существам, с точки зрения кого есть польза? И является ли, то есть вот это сложный вопрос. На самом деле, как правило, мы говорим о той мотивации, из которой мы исходим, совершая свою жизнь. Но как у нас обычно в миру судят? По поступкам. Действия, конечно, действия судят по последствиям. Но вовсе не обязательно, что у этого действия была благая мотивация. Вследствие своей собственной кармы мы можем испытывать эти последствия чего-то действия как нечто благое и хорошее. Но на самом деле не каждое действие может быть добродетельным, хотя внешне оно кажется таковым. И, соответственно, результаты у него будут соответствующие. Даже если это внешне кажется благим действием, если оно не является таковым, то и результаты у него будут соответствующие. И поэтому необходимо помнить о мотивации. Самым важным мерилом в учении Будды является, то есть с точки зрения учения Будды, является мотивация, с которой мы совершаем то или иное действие. И здесь говорится о 10 недобродетелях. Мы не будем обсуждать 10 недобродетелей подробно. Мы говорили об этом на предыдущей встрече, если кто-то здесь присутствовал. И также это очень популярное объяснение, вы можете прочитать его здесь. Но необходимо сказать, что 10 недобродетелей, они, естественно, не включают все недобродетельные действия. И 10 недобродетелей – это то, от чего необходимо отказаться. И 10 добродетелей, будучи их противоположностью, это то, к чему нам необходимо стремиться, это то, что нам
необходимо совершать. Здесь вот говорится, посмотрите, если вы увидите, 136 страница, духовная ложь. Ну что за такая духовная ложь? Это когда ты увеличиваешь свои достоинства. Или говоришь, что ты видел пустоту на всему. Когда не просто преувеличиваешь свои достоинства, а когда ты, преувеличивая свои достоинства, возводишь себя в ранг очень высокого духовно развитого существа, например, святого и так далее. То есть не просто, что вот, например, мы сидим, и я говорю, а я вот Ваджасаттву 100 000 раз начитал. И даже если это неправда, это тем не менее не будет высокой духовной ложью. Той духовной ложью, которая является причиной для потери, например, обета мирянина, является духовная ложь, такие заявления, как уже говорилось, я, например, нахожусь на первой пхуме, то есть я нахожусь на первой земле Бодхисаттвы, или я достиг состояния Будды, или я увидел пустотность, что, собственно, и есть синоним достижения первой земли Бодхисаттвы, и так далее. То есть, если мы произносим нечто, что возводит нас в несколько другой ранг, и мы пытаемся убедить других в этом, то это будет духовная ложь, которая является падением. То есть она, собственно, разрушает обеты, которые мы принимаем на себя. А так другую ложь можно произносить. Никогда лжи не произносили, что ли? Ну, конечно, я шучу, никакой лжи произносить нельзя, но, естественно, как мы говорили прежде, иногда случается, что мы произносим ложь. А если мы произносим ложь с хорошей мотивацией? С хорошей мотивацией мы произносим ложь. Кто-то нам верит. Ложь во имя спасения. Да, вот, например, ложь во имя спасения. Или кладива во имя спасения. Я шучу. Вот, например, если это ложь во имя спасения, как же оно будет добродетельным действием, недобродетельным, какие результаты мы пождем? Все равно. Ну как же? Нет, если ты испытываешь сострадание к этому человеку и желаешь ему блага. Так. Изначально Это намерение какое-то. Изначально это ложь, но... Наверняка мотивация. Мотивация... Ты хочешь спасти. но плод будет все равно. Ну вот здесь на 135 странице говорится об этом. Мы с вами обсуждали это в прошлый раз. Ну, из тех, кто присутствовал. А те, кто не слышал, смотрите, на 135 говорится, что полный акт убийства имеет 4 компонента. Объект, мотив, деятельность и завершение. И здесь объект — это любое чувствующее существо. То есть, когда мы, например, желаем произнести ложь, это должно быть какое-то другое существо, которое понимает, что мы говорим. Потому что если мы, например, пытаемся объяснить собаку, обмануть собаку, наверное, словами мы ее не обманем. Затем мотив или намерение, или мотивация, это намерение убить. Деятельность или, собственно, исполнение действия, это исполнение убийства. И завершение — это смерть существа, при котором мы должны испытывать удовлетворение от этого действия. Если один из этих компонентов отсутствует, например, у нас мотив неплохой, а хороший, то, соответственно, хотя это действие является негативным, результат у него будет гораздо легче, то есть он не будет таким тяжелым, как мог быть при всех 4 составляющих. Ну и теперь давайте перейдем к 141 странице, это устремление к освобождению, и в комментарии к основе всех совершенств говорится: прилагая усилия прежде всего для того, чтобы помнить о смерти, и далее для того, чтобы продолжать совершать верные поступки и отвергать неверные, то есть имеется добродетельные и недобродетельные. Этим мы добьемся перерождения в качестве счастливого существа, то есть мы родимся в счастливом уделе. Все же и на этом этапе мы все еще очень зависим от действий и омраченных настроений, и в будущем мы определенно отступим, по всей видимости, попадем в низшее состояние несчастливых существ. В тюрьме 3 уровней циклического существования нас будут продолжать подвергать пытке 3 видов страданий, поэтому мы должны выработать в себе желание освободиться и затем продвигаться по пути освобождения. В отношении первого Цзугапа говорит в основе совершенства: пусть ко всем страданиям есть неудовлетворенность наслаждениями, осознав несчастье мирских чудес, опасность всех несчастий, которые не дают нам никакой уверенности, да буду я сильно стремиться к блаженству освобождения. Ну, то есть здесь говорится о том, что мы стремляемся к достижению освобождения, это называется отречение. То есть отречение имеет в виду, что мы испытываем отвращение
испытываем отвращение к этому круговороту бытия, к этому нашему бытию, в котором мы испытываем страдания. И страдания, как вы знаете, они бывают трех видов. Это страдания и страдания. То есть страдания, которые понимают даже животные, это страдание совершенно очевидное, совершенно понятное. Когда нам больно, мы испытываем боль, это и есть страдание. Второе – страдание изменчивости, когда мы думаем, что что-то является счастьем или чем-то хорошим, но по своей природе оно является страданием, но мы этого не понимаем, пока эта природа не проявится. Обычно это объясняет, что, например, когда мы сидим на солнышке, затем нам становится слишком жарко, и мы переходим в холод. Ну, это пример. На самом деле, мы должны понимать, что то счастье, которое мы испытываем, по большому счету, оно не является счастьем, оно является страданием. Просто мы не замечаем, что оно является страданием, воспринимая страдание как счастье. И третье – это страдание обусловленности, или все проникающие страдания обусловленности. То есть мы понимаем, что наше бытие полностью обусловлено. Мы зависим от условий, мы не свободны в своем выборе, и мы вынуждены находиться в этом круговороте бытия до тех пор, пока не сможем устранить причины для этого пребывания. То есть, как бы мы не страдали. И, соответственно, есть всепроникающие страдания обусловленности, мы обусловлены кармой и омрачениями, а также обусловлены тем, что мы воспринимаем все посредством неведения, цепляющегося за «я». И поэтому мы не можем освободиться из этого круговорота, мы не можем достичь освобождения. Дальше здесь говорится об условной и абсолютной батхичитте, это здесь условный и абсолютный разум. Давайте, наверное, быстренько пройдем это объяснение, потому что, как я понимаю, наше время уже подходит к концу. И мы еще хотели устроить сессию вопросов и ответов. И поэтому давайте, наверное, закончим на этих двух батхичиттах, на этих двух устремлениях. 9 главу «Иллюзия волшебника» уже, наверное, не будем рассматривать, потому что у нас уже 20 часов, то есть 8 часов вечера, уже, в принципе, наверное, надо закругляться. Ну и условные абсолютные разумы просветления, или условные абсолютные бодхичитты, это два устремления. Бодхичитта, два устремления к пробуждению. Первое – это относительное бодхичитта, это устремление к достижению полного пробуждения на благо всех живых существ. Понимая, что живые существа испытывают страдания, понимая, что все из-за того, что мы понимаем, что все живые существа испытывают страдания, все живые существа совершенно одинаковы в том, как и мы, что не желают страданий, желают счастья, понимая, что все они были прежде нашими добрыми матерями, мы стремимся к тому, чтобы избавить их от страданий. И мы зарождаем это устремление к достижению полного пробуждения на благо всех живых существ. Вы знаете, что существует два вида зарождения, два способа зарождения этой бодхичитты. Первый способ, который объяснен в Бодхисаттва-чарье Аватаре, это способ уравнивания и замены себя на других. Второй, тот способ, который объясняется, как правило, в текстах по тренировке ума, это семичленный способ порождения бодхичитты, когда мы понимаем, что все живые существа были нашими матерями, помним об их доброте, желаем отплатить их за их доброту, порождаем или зарождаем любовь, воспринимающую всех живых существ как привлекательных, зарождаем сострадание, затем высший помысел и, собственно, затем в конечном итоге бодхичитту. И это первая бодхичитта, это относительная бодхичитта. Это то, что мы, собственно, и подразумеваем обычно под бодхичиттой, когда мы говорим бодхичитта. И вторая бодхичитта – это постижение пустотности. Но чем оно отличается от обычного постижения пустотности? Почему в данном случае это называется бодхичиттой? Потому что, основываясь на этой бодхичитте относительной, мы зарождаем сознание, которое постигает пустотность. Сознание, которое постигает пустотность сперва, скажем, с помощью ментального образа или умозаключения, а затем непосредственно напрямую. И вот это вот бодхичитта, это абсолютная бодхичитта, то есть это постижение пустотности, которое основывается на первой бодхичитте, на стремлении достичь состояния Будды на благо всех живых существ. То есть мы зарождаем в себе стремление и затем прикладываем усилия, чтобы постичь пустотность,
основываясь на этом устремлении, ради блага всех живых существ, понимая, что пока мы не постигнем пустотность, мы не сможем достичь состояния Будды и не сможем помочь всем живым существам. И поэтому здесь говорится об этих двух пустотностях. И вторая пустотность, двух бодхичиттах. Вторая бодхичитта, по большому счету, это постижение пустотности, которая основывается на помысле бодхичитты. И вчера, в прошлый раз, мы, из тех, кто здесь был, мы говорили уже о том, что такое постижение пустотности. То есть мы понимаем, что все вещи не существуют самосущие, не существуют объективно, не существуют так, как они кажутся, не существуют со своей собственной стороны. И что это значит? Это значит, что вот мы, когда смотрим на какую-то вещь, эта вещь нам кажется совершенно объективно, совершенно естественно, этой вещью без каких-либо усилий с нашей стороны. То есть, например, вот, скажем, если это стул, то это стул. И даже если нас нет и нет никаких других наблюдателей, он все равно остается стулом. Но на самом деле это не так. Пока нет кого-то, кто воспринимает этот стул как стул, пока нет кого-то, у кого есть идея, что это стул, этот стул не является стулом, потому что такого понятия и такого, собственно, наименования не существует. И поэтому, с точки зрения прасангики Мадьямаки, мы говорим о том, что все явления являются лишь чем? Лишь обозначением, которое придается нашим собственным умом, нашим собственным сознанием. И поэтому, когда мы видим какую-то вещь, эта вещь не существует сама как эта вещь. Она существует так, потому что мы видим ее таким образом, потому что мы придаем ей это название. И тот предмет, который существует перед нами, которому мы придаем это название, например, если мы видим стул, составляющие стула, его крышка, ножки и так далее, они являются лишь основами для обозначения. Это то, на что мы придаем, на то, что мы ментально приклеиваем ярлык «стул». Сам же по себе стул, если он не используется как стул, если у нас нет представления, если у нас нет такой идеи о том, что это стул, он не будет стулом. И мы, наверное, остановимся сейчас здесь. И я предлагаю передать, наверное, слово Достопочтимому Генсанаму. И если будут какие-то вопросы, мы можем постараться ответить на эти вопросы. И также предоставим слово Элли Манджиевой, если она нас видит. Сегодня Дэн очень много интересного рассказал. То, что вот по книге, да, вообще, на самом деле, «Лестница упрошенной драгоценности» — это одна из первых книг на английском языке, освещающая вот эти темы. Поэтому я, правда, не читал английский оригинал. То есть Геше Вангьял, получается, был тем, кто первый переводил эти термины на английский язык. Ну, может быть, не самый первый, но, скорее всего, один из первых. И впоследствии те переводы, которые он использовал, скорее всего, и Хопкинс, и Турман, и те, кто сейчас заложил в школу, ну, как терминология на английском языке, скорее всего, они отталкивались от того, как их обучал Геше Вангьял. Я думаю, может, потом какие-то изменения претерпели. То, как передавать на английском языке вот эти термины. Нужно понимать, что в тот момент, когда Геше Вангьял писал эту книгу, ламрим на английском языке еще не существовал. На русском тоже он вышел, в 95-м году впервые. Вот. При том, что на русском он вышел раньше английского перевода. А на английский перевел уже впоследствии его ученик Джошуа Каттер, который, собственно, составил вот эту вот вступительную статью, где он рассказывает биографию Геше Вангьяла. Вот. Кто не знает, Джошуа Каттер — это самый близкий, можно сказать, из учеников Геше Вангьяла. Я думаю, Элла об этом более подробно расскажет. Вот. И кто никак не он знал хорошо жизнь Геше Вангьяла. Поэтому, естественно, он и составил вот это вступительное слово. Собственно, он занимался в основном редакцией его текстов. Вот. И эту книгу, собственно, он ответственный был за выпуск ее, да? Он и Диана, да, Каттер. Вот. И мне из всей книги, для меня самое интересное была, конечно, часть именно посвященная биографии Геше Вангьяла. Вот. Когда я впервые эту книгу читал, вообще это была одна из самых первых книг, которая освещала эти темы, которая была выпущена на русском языке. Я так подозреваю. По крайней мере, которая была доступна в то время, в 93-м году, да.
когда она выходила, вот, на русском языке. И это была одна из первых книг, которые я пытался, ну, с помощью которой я пытался ознакомиться с буддийским учением еще до того, как я пришел в монастырь, прежде чем я как стал монахом, да. Вот. И когда я впервые читал эту книгу, ну, возможно, это было отчасти из-за несовершенства перевода. К сожалению, в то время еще терминологии устоявшейся не было, и поэтому, естественно, переводчик Овшинова, да, она переводила, как понимала сама. Вот. И думаю, что можно доработать этот перевод. Впоследствии был издан перевод Баттера Чайчкитинова в 1995 году. Я этот перевод не читал, вот, поэтому не могу сказать, что, ну, насколько он лучше, но я подозреваю, что он должен быть лучше, потому что, ну, была необходимость по-другому перевести, да, эту книгу. Вот. И, в общем, из всей книги на меня самое большое впечатление произвело именно в первую очередь это биография Гешо Вангяла, которая вначале приводится, да, вот именно этой книги. И во многом она меня вдохновила тоже, в том числе стать монахом. Ну, не только она, ну, как бы у меня было намерение стать монахом в тот момент, но она меня еще как бы более подбадривала, да, в то время. И здесь в книге есть сзади фотография Гешо Вангяла. Это очень хороший, удачный ракурс. Вот. И она мне очень нравится, эта фотография. И в минуты, когда мне, ну, это я мало кому рассказывал, но в минуты, когда я только пришел еще в Уру, у меня были сомнения насчет того, что смогу ли я быть монахом, смогу ли я учиться и так далее. Вот это, глядя на фотографию, у меня появлялось какое-то, не знаю, успокоение, вот, что раз Гешо Вангял смог это сделать, пройти таким путем, то не то, что я тоже смогу, но то, что как бы он как авторитетные, да, тексты для обучения монахов Дрипунгаманга. Вот. И я считаю, что это очень удачная компиляция. Вообще, в принципе, этот метод, ну, как бы составления, да, трактатов или книг, он не нов. То есть Гешо Вангял, он просто традиции следуя, он составил как бы текст, который он считал был бы полезен для новообращенных, да, буддистов, чтобы ознакомиться с учением Будды. Вот. И этот метод был не нов, по сути, классический текст традиции Гелуг, да, который называется Ламрим Чимо, он по сути тоже представляет себе компиляцию из священных текстов, то есть это понимание Цунгкапы, он изложил, ну, как бы это сборник во многом, то есть, конечно, есть свои слова, да, но сам Цунгкапа, он в своем тексте пишет, что его комментарий Ламрим представляет из себя содержание, то есть он излагает содержание того, что изложено в самой Ламкаре, то есть этапы пути, да, как достичь состояния Будды поэтапно и какие практики нужно применять. Вот. И также светильник на пути Атиши. Да? Вот. Поэтому содержимое светильника он просто изложил более подробно и снабдил это все вот, в соответствующих темах необходимыми цитатами, да, ссылками на источники. Вот. Поэтому, по сути, он тоже себе представляет компиляцию из других текстов. Да? Вот, в том понимании, как сам Цунгкапа понимал, да, учение Будды. И, соответственно, Гешо Вангял тоже следует по такому примеру. Вот, он составил тоже некую лестницу, да, тоже этапы пути некие, вот, которые необходимо пройти человеку, который собирается, ну, практиковать учение Будды. Да. Вот, и поэтому здесь, мне кажется, это очень удачная подборка, ну, потому что я много разных текстов читал в переводах, да, вот, но такие именно темы, которые здесь раскрываются, да, может быть, не до конца, но, тем не менее, которые затрагиваются, да, они, в принципе, очень, как сказать, самое то, что нужно, мне кажется, было, ну, рассмотреть. Здесь вот вторая глава, определение Будды как подлинное достойное существа, как здесь переведено, да, то, что вот Бен говорил, что это вот то, что действительно тот заслуживает доверия, да, как это называется, достоверной личности, да, вот. Это очень важная вообще на самом деле тема. Это, она излагается во второй главе Праманавартика Карики Дharmakirti. Подробно раскрывается, да. По сути, вторая глава Праманавартика Карики, она раскрывает вот это вот восхваление Дигнаги, которое он, ну, восхваление Будды,
Дигнагой, в котором поместил начало своего текста как Прамана Самучай. Вот, и там последовательный порядок толкования, обратный порядок толкования и так далее. Это все подробно очень расписано в комментариях на вторую главу Праманавартика Карики. К сожалению, я не знаю, существует ли Праманавартика Карика в переводе на современный, на русском языке, но это очень важный трактат. Вообще, и поэтому, естественно, Гешеван Гяо, понимая важность этой темы, вот, он во второй главе, в принципе, вот это затрагивает, да? Вторая глава есть то, в переводе Терентьева. Ну, Базарова Терентьева. Да? Да, есть. Это... Комментарий? Нет. Коренной текст Прамана Ситхи, вторая глава. Сиджук Гильву, она есть. Это криги переводили, да? Критским учением? Да. Но она без комментариев. Вот, ну, на самом деле, если Праманавартику Карику без комментариев читать, это даже подготовленные монахи, которые всю жизнь изучают учение, они не смогут его понять. Обязательно для изучения Праманавартика Карики очень нужен комментарий такой, как сказать, сведущего автора, да. Обычно в традиции используется комментарий Есада Маричена, это один из основных учеников Амсанкапы, который известен за Тралан Сидже. Вот. Его используют как основной ключ для понимания Праманавартика Карики. Вообще, Праманавартика Карика очень такой не для, скажем так, не для людей, которые привыкли легко что-то понимать. В общем, это очень сложный трактат для понимания. Сам Дхармакирти, он в конце, в начале, сначала вступления, он говорит, что те, кто не стремятся к мудрости, те, кто не стремятся к освобождению, им от этого пользы не будет, от этого трактата. В общем, да? И после, в конце он, когда заканчивает свой трактат, он тоже пишет, что как реки впадают в океан и исчезают в нем, так же мое учение исчезнет. Вот. Но Есада Маричен, уже комментируя это учение, он пишет, что здесь Дхармакирти указывает на качество сосуда. То есть, чтобы Праманавартику Карику изучать, нужны определенные качества, чтобы ее понимать. Вот. Ну, в общем, такое это вступление. Вот. Я думаю, это очень важная тема, тем более Гешеван Гяо, будучи первопроходцем, да, на Западе, одним из первых, да, тех, кто пытался объяснить учение Будды для западных слушателей, он использовал именно вот этот вот, как сказать, логические обоснования. Вот. Поэтому, я думаю, это очень важная тема, и очень уместно она была в этой книге. Вот, далее он излагает уже классические темы Ламрима, то, что вот по порядку идет, да. Это я просто к чему хочу сказать, что Ламрим в то время, опять же, еще раз повторюсь, на английском языке его не было, поэтому, естественно, эта книга, в которой излагаются эти практики, да, в такой последовательности, это была одна из первых, наверное, книг. Я не знаю, «Дверь освобождения», она, может быть, тоже эти темы затрагивает, но вот именно в такой последовательности, поэтому как они изложены в Ламриме, Ламрим, он так и переводится, да, этапы пути к освобождению, вот, то есть поэтапное продвижение по пути. И также название Гешеван Гяо, книги Гешеван Гяо, да, она отсылает как раз к этапам. То есть как мы поднимаемся по лестнице, также мы продвигаемся по этапам пути к просветлению. Поэтому здесь затронута самая главная тема Ламрима, последовательно, да, более адаптированно изложены. Вот. Также используются разные трактаты, комментарии классические. Очень часто здесь встречаются цитаты, да, из текста Темби Джонме, здесь написано, да. Как это было здесь? Транслитерация написано. Тембай. Это вот, в общем, один из таких известных ученых был. Где же это было? Вот. Ну, в общем, здесь ссылка, да, Темби Джоме, в общем, это был известный автор книг, которые ввели также набор учебников для Дхунгаманга, поэтому для Шимангяо эти тексты были очень хорошо известны, поэтому, естественно, он их использовал. Также здесь Тендар Харамба цитируется. Тендар Харамба это был известный монгольский ученый, по-моему, был Беда Монгол, да? Нет, вот. Он был
Из внутренней Алашань? Монголии. Алашань, да. Алашань это внутренняя А это не Деда Монгол? Нет. Дед монголы, они живут возле Кубанора, возле Синего озера. Это Хушур. Алашань куда относится? Алашань относится к внутренней Монголии. Но там Внутренней вопрос, Монголии? Да, внутренней Монголии, но там вопрос, кем был он по происхождению. То есть в Алашане проживало какое-то количество айратов тоже. Так что это такой вопрос, кем был он по происхождению. То, что он происходил из Алашани, это одно, а кем он был по национальности, это другое. То есть есть люди, которые думают, что он был айратом. Есть такое мнение, да? Да. Это были, и так считают айраты, да, сами? Конечно, конечно. Авторы этого мнения являются сами айратами. Ну, как это обычно бывает. Ну, в общем, неважно, какого он был происхождения, в общем, это был тоже известный ученый, монгольский ученый. Вот. Он тоже очень много трактатов составил, у него собрание сочинений свое есть. Вот. И у него очень хорошая, вот как раз он вот эту тему раскрывает, у него есть хорошая книга на тибетском языке, тоже нет, по-моему, в переводе. Как раз вот доказательства вот эти, и вот того, что Будда является действительно достоверным, как бы, да, достоверной личностью, то есть кому можно доверять. Вот, ну, в принципе, основываясь на содержании второй главы Парамарской карики, он составил собственный трактат, но где он как бы подробно вот эти все обоснования там, логические. То есть здесь в переводе, к сожалению, теряется структура изначально оригинального текста. То есть здесь в тибетском языке, да, вот эти вот 4 есть, как сказать, части восхваления Дигнаги, они не переведены. Ну, я не знаю, просто по-русски это очень сложно передать в русском языке. Вот. В тибетском языке это в виде так называемой джурва. Джурва — это вот правильный логический признак, с помощью которого доказывается какое-то положение, допустим, да. Вот. И здесь Гешен Гелон эти приводит обоснование правильные логические признаки, но здесь в переводе очень сложно понять, что это есть правильный логический признак. Вот. Поэтому, ну, это сложности перевода, в принципе, я думаю, это не только потому что, ну, с английского так перевели, а, в принципе, западный язык сложно это передать, я так понимаю. Вот. В переводе не очень... Что? В переводе не очень очевиден предикат и довод. Да. Надо было как-то так четче, наверное, может, попытаться это сделать, тогда было бы понятно. Да. Вот, ну, просто вот это вот то, что в второй главе написано, я когда впервые читал, я вообще думал, о чем вообще здесь, что это такое, вообще ничего не понятно было. Вот, но тогда я не изучал эти тексты. Сейчас, когда я уже как бы имею такой некий опыт, да, изучения, мне теперь совершенно очевидно, что хотел Гешен Гелон здесь так объяснить, да. Вот, и в принципе понятно, что ну, это не так все просто, и что нужно об этом много размышлять снова и снова, как бы, да, и постепенно можно какое-то понимание обрести. Вот, в общем, здесь вот такая... Но это очень высокий уровень. Я вот считаю, что вот эта книга очень высокого уровня. То есть Гешен Гелон, будучи хорошим ученым буддийским, он именно трактаты используя классические доказательства, да, которые приводят. Вот эта книга подчеркивает его ученость. То есть он очень был сведущий в текстах. Вот. Это я могу сказать из своего опыта, потому что просто вот такую подборку сделать, это очень сложно, это нужно очень хорошо в этой теме разбираться. Вот. Ну вот, и, собственно, дальше излагаются, да, темы вот, из Ламрима, и в конце 9 глава «Иллюзия волшебника» в основном используется здесь текст, я так понимаю, Гомбара-Ксер, цитируется, да, используется. И также какой-то здесь автор был очень интересный. Это 10 глава, да? Горджу Мао Лосан Цепель. Кто это, ты не знаешь, да? Гуши Габджу Сусиди, это Лоусан Цепель, если не ошибаюсь. Это монгол, да, какой-то, да, видимо? Да, это монгол, если не ошибаюсь, из Амдо. Ну вот, но я такого автора не встречал. Вот, но это 10 глава. 9 глава, в общем, здесь Тенджи Топа используется комментарий, да, собственно, Цункапы. Тендра Харамба используется. Вот, и какие-то, видимо... Вот, но здесь ссылается, я видел, на Гомбара-Ксер, в общем, здесь вот эти примеры тоже, это классические махаянские трактаты, в общем, да, по махаянке.
Вот, но тоже здесь очень кратко, очень изложено. Но, естественно, это отсылка к более глубокому изучению. Вот, поэтому я думаю, это для начинающих именно буддистов, тем более в то время, когда не было этих всех текстов, которые упоминаются здесь, да, там тот же Ламрим, вот, и так далее. Это была очень ценная книга, я считаю, в тот момент. Вот, и до настоящего времени она, в принципе, очень, я тоже думаю, ценная, очень высокого уровня, мне кажется, учение изложено здесь. Вот, единственное, что вот, может быть переводом как-то вот сделать более его, ну, как усовершенствовать, может быть, да? Вот. И, ну, вот, собственно, что я хотел по книге сказать. Того, что еще я хотел просто дополнить, но я не стал перебивать Бема, в общем, когда Бем говорил про обоснование, да, прошлой будущей жизни, вот это классическое, да, доказательство, оно тоже приводится в второй главе про Манумарской Карики, то, что вот поток сознания, да, то есть его главная причина может быть только сознание, да, то есть как субстанциональная причина. Вот. И еще мне очень понравилось, в 2018 году была конференция Его Далай-ламы с российскими учеными в Dharamsala. И в начале конференции, ты помнишь, Бем, да? Его Святейшество задал такой вопрос. Он говорит, я, говорит, задаю в течение многих лет, вот, общаясь с западными учеными, и всегда задаю один и тот же вопрос, и до сих пор я не получил внятного ответа на него. Вот. Какой вопрос, вот если взять, ну, с точки зрения, допустим, материалистов, которые считают, вот как, допустим, да, древние чарваки, да, или как правильно, в Индии, которые считают, что нет прошлой будущей жизни, нет кармической никакой связи, вот, и так далее. Вот, они для доказательства существования прошлой и будущей жизни, то есть основным оппонентом Дharmakirti, допустим, и Дигнаги, которые обосновывали с помощью логики, да, существование прошлой и будущей жизни, были именно представители этой школы. Потому что в Индии остальные все школы считали, ну, верили в перерождение, признавали их существование, поэтому им доказывать это не было необходимости. И оппонентами были именно представители этой школы. А сейчас современный как бы есть материализм, да, современные, допустим, коммунистическая та же идеология, да, что это жизнь, что мы как бы физическое наше тело, а сознание это просто побочный эффект работы нашего мозга. Не побочный, как это эффект, который производит наш мозг, функционируя, и это мы называем сознанием, с разрушением мозга разрушает сознание, как Чарваки говорили, собственно, да, что как камень, рисунок на камне разрушается вместе с камнем, когда мы его ломаем. Также и сознание исчезает, когда наше тело разрушается. Вот. И вот Святейшество задал такой вопрос, вот представительности материалистического воззрения, да, что если взять полноценную, как бы, как сперматозоид отца, да, ну как не полноценно, а полностью здоровый, полностью здоровый, без изъянов, и взять яйцеклетку, да, и если их соединить, будет ли 100% гарантировано зарождение новой жизни? И, естественно, ученые говорят, нет никаких гарантий, даже если полностью здоровы, как бы взять яйцеклетку, да, и сперматозоид отца и матери, все равно нет 100% гарантии, то есть есть случаи, когда оплодотворение не произойдет, да. И, естественно, говорят, тогда, значит, есть, ну, с точки зрения материализма, этих двух причин достаточно, чтобы, ну, жизнь зародилась, да, чтобы оплодотворение произошло. Но если мы видим, что не во всех случаях это происходит, хотя полностью как бы все исключены, если мы без изъянов берем, да, вот эти как бы, самые части оплодотворения, да, тогда, значит, есть другая причина, которая участвует в этом процессе. И вот ее отсутствие, когда она есть, зарождение происходит, когда ее нет, не происходит. И вот мы, буддисты, считаем, что это есть сознание. Вот. И я вот не помню, что кто-то из ученых, чтобы ответил на этот вопрос. Но я не помню, какой ответ там был, но что-то вроде пытались ответить, да? Ты, Бем, не помнишь? Я, честно говоря, тоже не помню. Вот. Ну, в общем, вот такое, мне очень понравилась вот эта вот логика такая. Ну вот в таком стиле, как бы если размышлять, ну, таким образом, да, если размышлять, в принципе, мы можем для себя, по крайней мере, сделать выводы какие-то о существовании прошлой будущей жизни. Именно такой логике исследует Дharmakirti. Просто единственное, что единственным оппонентом были Чарваки, естественно, его логические доводы, они были ориентированы на их воззрение. И для них, допустим, вот его доводы, они были очень сложно, им было их опровергнуть.
Вот. Допустим, если современному человеку это не так убедительно может это звучать, если бы мы понимали философию, как Чарваки думает, тогда, возможно, это такой довод привел бы нас к пониманию, и нам нужно было необходимо согласиться с тем, что продолжение жизни есть, да, или до рождения, или после смерти, вернее, продолжение потока сознания, там сначала доказывается, и после этого уже обосновывается существование прошлой и будущей жизни. Вот, ну вот, собственно, что я хотел сказать. Вот. И еще вот мы пригласили на встречу, да, ну это Александра скажет, пригласили Эллу Манджееву. Потому что фильм — это прежде всего это какая-то основа, это знание, исследование. Можно сколько угодно думать, что тебе что-то показалось, и придумывать образы, или фантазировать над тем. Но невозможно только лишь на одной фантазии, ощущении или снах построить историю героя. И когда я прочитала эту книгу первый раз, я ничего не поняла, кроме биографии, о том, что у него замечательная биография, которая меня вдохновила. Впоследствии мы поехали в Индию. Вообще, скажем так, расписание съемок, оно было интуитивно как-то правильным. Потому что если бы мы после Калмыкии поехали в Америку, и я столкнулась вот с героями, наверное, я была бы просто не готова, возможно, я бы просто дала бы чемодан и уехала. Но, как говорится, судьба рисует узоры, и мы поехали в Индию, месяц провели там. И это была какая-то некая такая духовная подготовка, мы что очень далеко зашли. Вернее, издалека. И этот круг сужался, скажем так, мы шли в центр, эпицентр. И когда я приехала в Америку, я, наверное, уже была более мотивирована. Эта история уже была частью и моей жизни, и там не было никакой чудес никаких. Это была такая бесконечная борьба со своим эго и желанием понять, что же это за человек. И эта книга, как сказал Ген Санал, очень правильно утверждает такую простую мысль, казалось бы. Учеников Вишивангела можно по-разному оценивать, что они успешные, что они видные, принадлежащие какому-то определенному классу, люди после Гарварда, с очень сложившейся судьбой, во многом благодаря этому учителю. Но что меня поразило, что Вишивангел никогда не упрощал учение. Вот этот момент, что он объяснял, казалось бы, простым людям, основываясь на эссенции учения, и никогда не трансформировал его, и никогда не упрощал. Я еще раз повторюсь. И казалось, можно было, это же американцы, они ничего не знали об этом, проще рассказать, да. Это, мне кажется, то, что сейчас не хватает очень в Калмыкии, вот именно вот таких лекций и бесед для того, чтобы наконец-таки узнать, в общем-то, в чем же суть буддизма, не только лишь ходить в хуру, но и, наверное, углубляться в какие-то знания, какие-то элементарные даже понятия для себя прояснять. Для меня это было откровением. А если говорить о самой личности, конечно же, это большое какое-то исследование, особенно для Калмыкии, потому что в голове сложно уложить, что человек родился вот в юрте, в такой же, в степях наших, так же, как и мы. И все его действия были последовательны, планированы. Там не было никогда никакой случайности. И удивительно, что он умел, наверное, соединять саму центральную идею и с экономикой, и социальной жизнью.
претворять в жизнь и наставлять так учеников для того, чтобы ради одной, в общем, цели, чтобы во благо всех живых существ. Это как-то сложно осознать все вместе. Вот для меня это было вот такой сложный опыт, который на самом деле, наверное, только открыла дверь. Как-то мне Маклири позвонила, как ты себя чувствуешь. И я когда выпустила фильм, я думала, что я закончила эту историю. Но в момент я поняла, что я просто открыла дверь. Только открыла дверь. Вот. Для меня, наверное, буддизм начался вот с этой истории. Странный какой-то путь. Я всегда воспринимала это как свой путь постижения этого учения. И как-то я вот только, как-то осознанно начала, наверное, изучать буддизм только благодаря этому фильму. Вот. Все, спасибо вам большое. Еще можно добавить? Да. Здесь просто биография в книге, которая приводится, она, мне кажется, очень хорошая. Вот, она очень хорошая, во-первых, потому что Катлер самый был осведомленный о его жизни человека, в принципе, да. Он раскрывает, он там в самом начале пишет, что в этой книге, вот если ее взять вот так, там вот по главам, да, вот все темы Ламрима есть, а вот реально непосредственно смерти нет. Это странно, да? Вот смотрите. Драгоценная человеческая жизнь есть, происхождение учения есть, да? Принять предыдущее есть, а непосредственно смерти нет. А в Ламриме она есть. И вот Катлер говорит, что Гешем Гял это сделал специально. Для чего? Для того, чтобы показать на примере собственной жизни. То есть потому что он эту рукопись, эту книгу приготовил уже давно. Там так и написано, в принципе, Катлер, да? Он говорит, что он уже закончил эту книгу и оставил. Ее напечатали, то есть у него был план, что ее напечатают только после его смерти, эту книгу. Вот. И впоследствии Катлер понял, что вот его жизнь, потому что он всю жизнь, вот с 40, сколько ему было лет, 50, 40 с чем-то, да, ему было, 46, да, или 47, он обратился к этому гадателю, как Ламе, да, который предсказатель, который кости ему кинул и сказал, что ты больше 50 лет не проживешь. И с того момента у него началась практика вот непостоянной смерти, очень сильная такая, да, размышление, вернее, непостоянной смерти, памятование, вернее, да. И он вот до своего возраста, до конца своей жизни, вот в возрасте 82 лет он ушел в жизни, вот, он все время всем ученикам говорил, что я скоро умру. Вот, он был убежден в этом. Это вот это настоящий практик, да. И вот он, и его собственная жизнь, вот оставшаяся, потому что вот начиная с 47 лет, когда ему было, да, когда вот он начал всерьез так думать, что он скоро умрет, это были самые плодотворные опыты жизни, получается, в итоге. То есть 47 возраста лет и до смерти, то есть все, что от него осталось сейчас наследие, все он создал именно в это время практически, да. Вот, поэтому его собственная жизнь, как Катлер пишет, это было подтверждение вот этой практики осуществления на примере практики размышления непостоянства смерти. Непостоянство жизни смерти. Да, и когда там он пишет, что у него было интервью, и интервьюер, когда у него спросил, какое вы считаете из всего учением Будды самым важным учением, он сказал, что он считает самым важным это учение непостоянства смерти. И получается, то, что он не включил в главу, отдельную главу не сделал, посвященную непостоянству смерти, это было сознательно, видимо, потому что его собственная жизнь, она служила этим примером. Вот. И как он умирал тоже, то есть он сам своим ученикам всем рассказывал, да, вот этот пример про шумерского этого Бакши, Ачир Бакши его звали. Он был настоятелем в одно время, вернее, его племянник был, да, настоящий Медхурула, он был ламой, который мог давать посвящение. Вообще, чтобы давать посвящение, очень много нужно требований. То есть очень высокого уровня учителя было, значит, тантрические посвящения, да. Вот. И как он умирал, то есть Гешем Гял своим ученикам рассказывал, что он хотел бы вот так же умереть, вот, в умиротворенном состоянии, да, значит, молясь искренне, да, и вот читая молитвы, читая мантры.
Вот, и осознанно умереть, да, спокойно, без всяких страхов, без, как сказать, переживаний каких-то, да, то есть омраченное состояние ума, то есть спокойно, просветленном таком состоянии ума, можно сказать, да, умер. Вот, и также он хотел бы сам также умереть, и вот, и Катя, собственно, и рассказывает, как он, собственно, умер, да, вот, и как он готовился к этому. Вот это очень хороший пример, потому что мы часто учимся на примерах. Вообще, как Бен говорил, что Будда, он показывает 12 деяний, хотя он просветлел с точки зрения Махаяны. Зачем? Чтобы показать другим пример. Потому что если у нас нет перед глазами примера, нам очень сложно чему-то обучаться. Она говорит, вот так надо, вот так делать. А нам проще посмотреть, как другие делают, и потом за ним повторить же, правильно? Чем по каким-то инструкциям выполнять что-то. Вот. Поэтому Будда, он проявляется именно в такой форме, он покажет, что он родился, он покажет, что он искал путь, потом достиг просветления, потом как он уходит в нирвану. То есть он показывает пример для других. Также еще он в своей жизни, он тоже показывал пример. Вот. И поэтому, мне кажется, это самый такой вот. В этой книге, по крайней мере, для меня самый полезный раздел — это его биография посвященности. Вот. Ну, вот что хотел сказать. Я вчера читала опять. Это было так сложно читать. Я в первый раз прям знала все детали. Я в каждой строчке я знала еще много информации. Я наконец-то все выставила в голове. Но невозможно было не плакать. Я не знаю, как это очень такая личная какая-то история, да. Спасибо. Спасибо. Давайте перейдем к вопросам и ответам. Ну, у нас есть вот телеграм-канал, где мы ведем трансляцию, и я воспользуюсь, да, правом организатора, зачитаю вопросы, которые вот поступили. Давайте чередовать, да, вопросы из чата и вопросы из зала. Первый вопрос был от Санана. Можно ли рассматривать работы, вопрос Бему, можно ли рассматривать работы Геше Вангьяла как подготовку к изучению Ламрим, или же наоборот? Мне кажется, вот что-то уже пояснил Санал Бакши, но можно. Мне даже тоже кажется, что достопочтимый Санан дал исчерпывающий ответ. В самом деле в этом тексте излагаются ключевые пункты практики Ламрим. И поэтому, да, он является своего рода подготавливающей вводной частью для тех, кто желает изучать учение языка. Поэтому, да. Давайте тогда вопрос из зала. Давайте микрофон, чтобы было слышно. Поднимите руку, кто хочет задать вопрос. Если нет, то я буду сейчас изучать. А можно я? Да, конечно. Волкун, скажите, пожалуйста, вот меня и, наверное, многих интересует опять вот эта тема перерождения, когда на территории Калмыкии очень часто проводят ритуалы для усопших, когда мы пишем имена всех своих близких, родных. И, например, я даже на тех, кто на нашей улице жил, да, старики, которые ушли. Как вот этот ритуал работает с тем, чтобы их перерождение было более благословенным или в лучших мирах? Как это вот работает? Объясните, пожалуйста, если это... Ну, вообще, Далай-лама несколько раз отвечал на этот вопрос. Во время своих учений он говорил о том, что мы обычно говорим о том, что карма, которая накоплена нами, будет испытана нами. Карма, которая накоплена другими людьми, будет испытана другими людьми. Как я могу помочь другому человеку, если он будет испытывать только свою карму? И Далай-лама говорил, что в текстах говорится о 3 видах связи между личностями. Первая – это связь ученик и учитель. Поэтому, если ученик что-то делает для учителя, это обязательно принесет пользу учителю. Если учитель что-то делает для ученика, так как они связаны этой связью, они воспринимаются как взаимосвязанные личности. Вторая – это родственные связи. Те, кто связан по крови. И мы, будучи связаны по крови, также, совершая добродетельные действия во имя кого-то, можем принести пользу этим живым существам. И все ваши родственники, с кем вы связаны по крови, могут получить пользу от тех действий, которые вы совершаете для них, если вы, например, делаете ритуалы, подношения и так далее для них. И третье – это те, кто связан с семейным бытом, или, если буквально перевести,
те, кто связан использованием общих вещей, то есть у кого соединяет быт. Пусть вы не являетесь духовно связанными людьми, пусть вы не являетесь родственниками по крови, тем не менее вы являетесь одним каким-то сообществом. И в этом отношении, в этом случае тоже, если вы совершаете какие-то добродетельные действия для кого-то, они приносят им пользу. Второй вопрос вот из чата от Ивана. Вы говорили, что Будда никогда не врал. А если ситуация требует, чтобы человек соврал для того, чтобы спасти кого-либо? Например, охотники гонятся за оленем и спрашивают у Будды, куда побежал олень. Что будет делать Будда? Врать и спасать этим жизнь оленю или говорить правду и тем самым способствовать убийству оленя? И следствие этого вопроса, что же лучше врать во благо или говорить правду, но тем самым творить недобродетель? Мы уже обсуждали в какой-то мере этот вопрос. Главное, чтобы вы исходили из добродетельной мотивации, из мотивации принести пользу, во-первых. А во-вторых, чтобы вы в силу своих умственных способностей, в силу своего понимания старались предвидеть результат ваших собственных действий. Естественно, это невозможно предвидеть результаты всех действий до конца. Мы никогда не знаем, во что выльется то или иное действие, даже пусть оно и кажется нам благим. Тем не менее, мы, будучи людьми, стараемся как-то предвидеть последствия своих действий и исходим из благой мотивации. И как бы ответил на это Будда, это, я думаю, что это бесполезное занятие. Может быть, он ответил бы так, может быть, он ответил бы это, может быть, он ответил бы никак. Самое главное, чтобы мы старались нести ответственность за свои собственные действия и старались, совершая свои действия, исходить из благой мотивации. Я думаю, прежде всего, для нас самих это и важнее, и лучше. Можно я скажу? Да, конечно. В случае, вот как в вопросе звучит, да, с оленем, Будда, мы считаем, вот почему вот там как раз в второй главе об этом речь шла, почему Будда, он является достоверным существом, то есть личностью, которой можно доверять. Потому что он обладает таким важным качеством, которое называется всеведение. То есть он знает далеко идущие вот эти все последствия от того или иного поступка. То есть настолько, насколько вообще это можно знать. Вот. И поэтому он, естественно, в соответствии с своим пониманием, он сделал, совершил какие-то поступки, какие-то действия предпринял, вернее, для того, чтобы максимально было от этого пользы. Мы не знаем, там, в том конкретном случае, было бы лучше, чтобы охотники догнали этого оленя или нет. Мы не знаем этого. Поэтому, естественно, Будда в любом случае был совершенно наиболее полезный для всех существ действия, да, совершил бы. Есть такие примеры, это такие всегда спорные вопросы. Есть история такая известная из жизни Будды с Девадаттой. Да? То есть, когда некоторые, исследователи, скажем так, да, жизни Будды говорят, что раз, если Будда был всеведущ, и он предвидел, что Девадатта, вступил вообще, тем самым совершит самый такой тяжелый в кармическом плане, да, поступок, и из-за этого потом отправится в дурные перерождения, почему Будда, зная об этом, принял его в общину? Если бы он его не принял, тогда бы, естественно, так как раскол санхи может нести только член санхи, он бы этого не смог сделать просто. Вот. На что разные авторы тоже по-разному отвечают, комментаторы, да, и такое я слышу мнение, очень известное, да, которое самое такое, популярное, скажем так. Потому что Будда предвидел, что если Девадатта не вступит в общину, то его страдания в сансаре еще будут более длинными, чем если он вступит в общину. Хотя, да, Будда предвидел, что он расколет санху, и он предвидел, что он отправится потом в дурные перерождения, но в конце концов он освободится раньше, достигнет освобождения раньше, чем если бы он его не принял санху. И в соответствии с этими соображениями Будда, естественно, совершил то действие, которое было максимально полезно для Девадатты и вообще для всех. Вот. Поэтому такие вот вопросы, в общем. Вот так, наверное, обычно отвечают. Даже, по-моему, в каком-то тексте я видел, что как его будут этого Девадатты, когда он станет Буддой в будущем, даже там какое-то имя приводится в одном из текстов.
как его называть, когда он станет Буддой уже, там, в конце концов, когда он освободится из дурных перерождений. Вот, ну, как-то так, наверное. Спасибо. Есть еще такое объяснение, что Девадатта был проявлением Будды. Остаемся еще на 3 часа. Один из тибетских авторов писал о том, что Девадатта является проявлением Будды, и он проявился в такой форме и совершал все свои действия для того, чтобы дать возможность Будде показать тот или иной аспект учения. Но вот есть такое тоже мнение. Ну, вообще говорят, что Девадатта очень высокий достоинство на самом деле был, потому что быть человеком, который сможет увести с собой монахов от Будды, от Татхагаты, да, это нужно быть очень таким, ну, скажем, очень высоким достоинством человеком, чтобы люди пошли за ним, а не за Буддой. Ну, хотя их мало было, да, кто за ним последовал, но тем не менее. Вот, то есть Девадатта был, на самом деле, не очень, ну, не такой уж простой, как обычно в сутрах описывают, что вот он там только вот одни плохие качества указывается часто, да, но у него было очень много достоинств, я думаю, и поэтому кто-то вот ему поверил и за ним пошел. Давайте последний вопрос. Если есть из зала кто-то, кто хочет задать вопрос. Если нет, то я зачитаю. Нет, да, вроде никого. Вопрос Андрея в чате. Бем сказал про мотивацию, но если человек болен и у него восприятие искаженное, то что делает, что делает, считает благом, но на самом деле злом. Зло. Как-то плохо сформулировано, но я так понимаю, что если у него искаженное восприятие, то, он считает, вот, что он благие какие-то действия совершает, но на самом деле это оказывается злом. По-моему, да, уже было какое-то разъяснение. Ну, конечно, такое разъяснение было. В то же время необходимо понимать, что если мы говорим в данном случае о психически нездоровом человеке, и пусть с его точки зрения он совершает какой-то благой поступок, но если мы видим, что это несет непосредственный вред кому-то из находящихся рядом с вами, естественно, мы должны поступать правильно, мы должны постараться прекратить или предотвратить совершение такого вреда. Спасибо большое. Мы бы хотели от наших... Можно я дополню? Да, конечно. Там в Лонгриме, ну здесь в Шонгяо тоже, в принципе, есть, да? В Лонгриме очень прям буквально прям написано, что мотивация для, допустим, лжи, ну как недобродетельного поступка, один из 3 ядов. То есть нужно понимать, что там не только ненависть или там страсть какая-то, да, благодетель человек хочет, но также в 3 яда в перечень входит неведение. То есть человек может не знать, что это полезно, или не знать, что это, то есть путать полезное с бесполезным или вредным, и думать, что делать полезно, совершать, ну, врать, да, совершать ложь, омраченное неведение. Вот. Поэтому это может быть полная как бы карма совершения как бы лжи, потому что один из 3 ядов присутствует. Нет, тогда должно присутствовать там же дюще, сампа. Там должно быть сум. Сампа, он входит в сум. Дюще, сампа, ну. Вот да. Сампа, если у него не было сампа, то есть намерение причинить вред, тогда для нам злом это. Потому что и дюще должно быть представление, и сампа должно быть, и еще немом. Немом, если у него есть один из этих 3, даже если один будет, если сампа, если не будет намерение совершить. Не, он понимает, что в этом примере, да, он понимает, что он говорит ложь, но думает, что от этого польза будет. Да. А почему он так думает? Потому что он в неведении находится. Да, потому что это действует неведение, яд неведения, но сампа или кунон, то есть у него хорошая мотивация является благой. То есть здесь вот, получается один фактор не завершен. Можно мотивация будет присутствовать, как бы, да? Ну да, потому что, конечно, она сама должна... Думаю, что благо, да, но из-за неправильного представления он как бы совершает зло, на самом деле. Вас бесконечно слушать, очень, как вот Элла сказала, мед для наших ушей. Ой, мамочки. Мы хотели бы от нашего книжного клуба «Небольшой Белик» больше вашей дочки. Спасибо большое, что участвовали. Мы очень-очень благодарны. Спасибо всем, что пришли.
Приходите на следующие Я хотел встречи. бы поблагодарить Да, Санелла, а также Эллу Манжееву за то, что они нашли время и приняли участие в нашем беседе, в нашем обсуждении. Потому что я понимаю, что у Санала уже поздно, и наверняка у него тоже много дел, и у Эллы много дел. И все же вы здесь с нами. Большое спасибо.